прочитал те разъяснения, которые были на американских сайтах, и там было замечание о том, что позиция Соединенных Штатов Америки в отношении незаконности проведения референдума и последующих за ним действий, она остается неизменной. Поэтому мы исходим из того, что позиция США остается на том же уровне, на котором была. Сегодняшнее решение Курултая готовы ли поддержать республики Российской Федерации, например, Татарстан? Я могу сказать лишь одно, что тот документ, который мы приняли, он опирается на международное право и опирается на очень многие свершившиеся реалии и прецеденты в части государств, в том числе в Российской Федерации. Мы ничего не сделали большего, чем сделал бы любой народ в нашей ситуации, в то время, когда его земля стала объектом вот таких больших дискуссий в отношении суверенности, в отношении прав на эту землю. Мы заявили то, что было и так бесспорно. Мы заявили о своем праве на самоопределение на этой земле. Поэтому у всех парламентов разделить право крымско-татарского народа на самоопределение на своей земле. Я думаю, что в продолжающихся различного формата размышлениях по поводу выхода из крымского кризиса крымско-татарская проблема приобретает еще большую актуальность. Скажите, пожалуйста, Меджлис обращался к властям с просьбой разоружить эти самообороны, так называемые. Есть какая-то договоренность по этому поводу? Нет, мы сделали наше обращение публичным, мы его передали различным дипломатическим миссиям. Оно известно и тем, кто взял на себя ответственность в Крыму. Насколько я могу себе представить, есть некоторая упорядоченность в действии тех, кого называют отрядами самообороны, но о разоружении на территории Крыма не приходится пока говорить. Прокомментируйте, пожалуйста, ваше решение создания национальной автономии. Можно ли это считать компромиссом на вхождение Крыма в состав России? Мы объявили о начале правовых и политических процедур по созданию крымско-татарской национальной автономии или по реализации крымско-татарским народом своего права на самоопределение в форме национально-территориальной автономии. Мы знаем те шаги, которые мы будем делать, и по мере того, насколько они будут результативные, мы будем вас информировать. Прежде всего, это очевидно, то, что мы сделали, я надеюсь, делегаты примут этот документ. Мы объявили о том, что мы видим в Крыму форму организации общества крымского в форме государственности крымских татар. Национально-территориальная автономия. Скажите, целостью Украины? Автономия внутри какой страны? Почему вы не называете именно к какой стороне вы будете обращаться с просьбой автономии? Украина, Россия, может быть, другие? Я сейчас давал разъяснение делегатам Курултая, это было на крымско-татарском языке, я, может быть, коротко повторю на русском языке. Мы исходим из того, что наше право на самоопределение, оно бесспорно, естественно, опирается на международные документы. Мы сейчас ожидаем реакции парламентов и правительств государств. Я не сомневаюсь о том, что одним из первых, кто должен откликнуться на наш документ, это должен быть парламент Украины. Будет ли отзываться парламент России, я не знаю. Будет ли отзываться парламенты других сопредельных государств, я не знаю. Мы сегодня в этой ситуации заявили о праве крымско-татарского народа на самоопределение. Сколько идет речь о весь Крым или какие-то районы, весь Крым и Севастополь? Крым является исторической территорией крымских татар, на которой он сформировался как этнос. На всей территории Крыма в разные периоды нашей истории были национальные государственности крымских татар. Мы не можем делить. Крым – это наша родина. Скажите, пожалуйста, в Ленинском районе произошел инцидент, там жестоко избили женщину, крымскую татарку, она связывает это с тем, что вопреки
всем рекомендациям Меджлиса проигнорировать референдум, она все-таки пошла. Вот скажите, вы верите в то, что это мог быть кто-то из ваших соотечественников, ваше мнение? Вы знаете, я глубокую ночь это прочитал на одном из сайтов, я даже сейчас не вспомню какой, да и, наверное, не рекламировал бы. Я уже поручил своим помощникам, чтобы немедленно мне поступили заявления, если есть такие пострадавшие. Мы немедленно разберемся. Я хотел бы совершенно исключить такую ситуацию, потому что я знаю сам десятки людей, которые голосовали на референдуме, об этом знают их соседи, и нигде не было такой ситуации. Среди крымстатар не то, что не принято, скажем так, друг друга каким-то образом ограничивать, но его политических взглядах или волеизъявления иногда, как мы шутим, у нас наоборот чересчур безмерная демократия, вы это даже могли видеть на Хурултае. Скажите, если все же выяснится, что кто-то причастен, то какое ждет наказание? Любой человек, который совершил такие поступки, должен быть наказан в соответствии с законом. Правда, я не знаю, какие законы сейчас в этой части действуют на территории Крыма. Будет ли сегодня рассмотрен вопрос о крымско-татарском референдуме? Если вы обратили внимание, что там есть пункт 2, где мы говорим о том, что Хурултай поручает Меджлису крымско-татарского народа войти в отношения, ну и там дальше идет перечисление. В том случае, когда мы увидим, что потребуется демонстрация четкой, ясной воли крымско-татарского народа, мы будем проводить референдум. Насколько предложение сегодняшней резолюции Хурултая является де-факто признанием аннексии Крыма России? Вот этот документ, который мы обсуждаем, он не является признанием аннексии Крыма России и не является признанием утраты Украины этого полуострова. А почему сегодня не было у вас коллег из Киева, только из Москвы? Которые выступали тоже, обращались к крымскому Господин Муфтий, он наш гость, уже 3-й день здесь находится. Господин Миниханов, президент Татарстана, он тоже прилетел для того, чтобы, скажем так, проконсультироваться по некоторым вопросам, и его пригласили на Хурултай. У нас нет вообще совершенно диаспоры, сегодня в Крым невозможно попасть. И практически у нас всегда на таких заседаниях были представители диаспоры, и сегодня таких представителей нет. Что касается с Киева, как вы знаете, сегодня практически у всех наших политических партнеров съезды, на которых они выдвигают кандидатов в президенты, и я даже направлял поздравления съездам по этому случаю. Например, съезду Батьковщины. Пожалуйста. Денис Бартак, из турецкой Аль-Джазира. У меня первый вопрос. Как вы относитесь к вопросу гражданства в новых обстоятельствах? Второй вопрос. То есть, можно ли говорить об автономии крымских татар? Потому что, насколько я знаю, они составляют 14% всего населения Крыма. То есть в таких условиях, как может быть автономия крымского народа? Есть государства, где есть автономия и коренное население, или титульная нация, в зависимости от того, кто использует какой термин, также составляет 16, 20, там, то есть меньшее соотношение, чем другое население. Но вы знаете, в связи с чем такое соотношение в Крыму. Мы 50 лет не были на своей родине, мы были депортированы. Соответственно, мы не можем связывать возможности реализации нами права, безусловного права, с нашей численностью. Но будем считать, что в 20 столетии изменилось демографический и национальный состав Крыма, изменился в результате целого ряда социальных катастроф. Я бы мог бы вспомнить голод 21-23 годов, социальные депортации 30-х годов, репрессии конца 30-х годов и, наконец, депортацию 1944 года. Поэтому не зависит объем прав от численности коренного народа на той или иной территории. Форма самоопределения всегда есть предмет еще и общественных договоренностей с теми людьми, которые живут на той или иной территории. Поэтому мы их пригласили всех. Давайте говорить на эту тему, и мы готовы войти в контакт со всеми. Первый вопрос у вас был? По гражданству. Да. По гражданству мы сейчас будем говорить. Этот вопрос и для меня, он еще остается очень сложным. Поверьте мне, я, к великому сожалению, я сам не знаю во многих случаях, что конкретно рекомендовать людям. Я говорил это во время выступления, тоже, видимо, было на крымстарском языке. Получилось так, что цельное крымское общество, людей разных национальностей,
в один момент взяли силы из одного правового пространства и перенесли в другое правовое пространство. Более того, определили очень короткие сроки для того, чтобы люди внутри этого пространства определились уже в своем выборе. А этот выбор во всех его вариациях, он несет очень много сложностей для каждого человека, независимо от его национальности. Поэтому я просто с беспокойством думаю, как будет Курултай в этой части рассуждать. Наверное, мы больше склоняемся к той мысли и к разъяснениям МИДа Украины о том, что в такой способ вынужденное вхождение в гражданство России не лишает гражданина статуса гражданина Украины. Но этот, наверное, вариант будет наиболее относительно мягким для людей. Хотя и здесь возникает очень много вопросов, потому что любой законодатель в любой момент ему необходимый может изменить, ужесточить законодательство о гражданстве. Уже вчера и сегодня есть комментарий, ссылка на президента России о том, что в России ни в каком случае не будет двойного гражданства, даже в случае наличия специальных договоров между государствами. То есть будет возникать очень много вопросов. Отметим, по словам Миниханова, вы просили о встрече с Путиным. В каком формате видите эту встречу и в какие сроки? Мы действительно неделю назад мы изложили ряд вопросов, которые с нашей точки зрения требуют разрешения всех участников тех процессов, которые происходят в Крыму и вокруг Крыма. И для их обсуждения я предложил встретиться с руководством Меджлиса крымского народа. Вот такая была формулировка, поскольку в соответствии с международными договорами та сторона, которая повела себя в Крыму так, как Россия, она отвечает здесь за все процессы. Даже при том, что другие оспаривают ее право находиться в таком статусе на этой территории. Она, эта сторона, отвечает за все процессы. Тысячи вопросов, от которых зависит и повседневная жизнь людей, и зависит, в общем-то, это их жизнь завтра, послезавтра. С кем их обговаривать, как не обговаривать с президентом той страны, которая здесь установила свое правовое поле. Спасибо большое. Сегодня, 29 марта, в Бахчисарае проходит внеочередная сессия Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва. Следует отметить, что это вторая сессия. Первая происходила 5 месяцев назад. На этой сессии на повестке дня рассматривается только один вопрос об общественно-политической ситуации в Крыму и о задачах органов национального самоуправления крымско-татарского народа. В своем выступлении глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров рассказал о проекте, рассказал о желании делегатов крымско-татарского народа принять проект о реализации крымско-татарского народа на самоопределение в Крыму. И в час дня начался перерыв. Курултай крымско-татарского народа 6-го созыва в 2 часа продолжит свою работу. И так, пока у нас сейчас есть время, мы поговорим с делегатами Курултая крымско-татарского народа и узнаем, как они смотрят на главные, уже, можно сказать, итоги сегодняшнего дня об идее формирования в Крыму крымско-татарской территориальной автономии. Сейчас рядом со мной находится делегат Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва Энвер Аблялимов и мы, Мемет Аблялимов, и мы сейчас, Мемет Бей, салям алейкум. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на подобную инициативу главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова? В последнее время перед всем народом стоит один вопрос. Что делать, как быть, как жить дальше? И, по сути дела, сегодняшнее внеочередное заседание нашего Курултая было собрано для того, чтобы определиться нам, в конце концов, как нам быть, как быть нашим согражданам. Потому что де-факто мы уже
в России. Хотим мы этого, не хотим мы. 25 лет Украина нас водила за нос, не принимала по нам никаких решений. И когда мы уже попали под Россию, они приняли закон о коренных народах. Это хороший закон, но он запоздал. Де-факто мы уже в России. И нам надо как-то жить, надо определяться. Ну, у нас вот полнейшая демократия. Как сторонники, так и противники сейчас все высказывали свое мнение. Я, например, отношусь к стороннику. Я буду голосовать за это постановление, потому что у нас другого выхода нет. Нам надо развиваться как народ, становиться как народ на ноги, чтобы нас признали уже на мировом уровне, в постановлении обращения ко всем мировым державам. Вот, и я в этом не вижу ничего крамольного. Я за это постановление буду голосовать за него. Вы думаете, сегодня делегаты Курултая в большинстве поддержат этот проект? Но судя по тому, как люди выступали, это трудно определиться, потому что были кто за, были кто против, кто-то обвинял в предательстве. Мы никого не предавали. Мы до последнего держались, до последнего выступали за Украину. И сейчас продолжаем выступать за Украину. Но 1000 вопросов. Вот люди, которые рядом живут со мной, у всех один и тот же вопрос. Как быть дальше? Хотим мы, не хотим, мы попали в правовое поле России. Вот. И в данной ситуации я считаю, что Меджлис принял правильное решение. Мы не должны быть ни с Россией, мы не должны быть ни с Украиной, мы должны быть между ними, найти наш свой путь, идти по нему. Согласна. Я также хочу напомнить, что сегодня на Курултае крымско-татарского народа 6-го созыва были почетные гости. Среди них был и президент Татарстана Рустам Минниханов. Также были представители Духовного управления мусульман России. Напоминаю, сейчас идет перерыв, его объявили с 13 до 14:00. Мы продолжаем вести диалог с делегатами Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва. Итак, селям алейкум, скажите, пожалуйста, как вы отнеслись к подобной инициативе Рифата Чубарова и считаете ли вы, что эта инициатива будет сегодня поддержана? Представьтесь сначала. Изет Муидинов, Джанкойский район, Азовская. Я думаю, что, исходя из выступлений, из прений, я думаю, что большинство поддержит. Несмотря ни на что, конечно, вопрос очень серьезный. Вот, и все встревожены, взбудоражены сегодняшними событиями. Я думаю, что мы этот закон примем. Я лично буду голосовать за то, чтобы принять его. Он вообще актуальный и отвечает сегодняшним чаяниям и требованиям нашего народа. Согласна. Также можно сказать, что сегодня на внеочередную сессию прибыл и председатель Совета муфтиев России. Сейчас, к сожалению, он уже уехал, у него был самолет, сейчас он уже покинул заседание сессии, но перед тем, как уехать, он выразил свою точку зрения по отношению создания крымско-татарской автономии. Он сказал, что, по его мнению, создать крымско-татарскую территориальную автономию в Крыму очень легко, но как это сделать, пока никто не знает. Мы сейчас продолжаем разговаривать с делегатами Курултая. Итак, селям алейкум, представьте, пожалуйста, и ваша точка зрения. Алейкум селям, Музафар Ягеев, Азовская, Джанкойский район. Ну, судя по настроению зала, зал готов принять обращение Меджлиса крымско-татарского народа, международным организациям, сообществу мировому, чтобы нас услышали. И сейчас такое время, тучи приходят и уходят. Будем надеяться, что будет хорошая погода у нас в Крыму. И хотелось бы верить, сейчас всякие фантазии сбываются, к сожалению, негативные, и положительные. Но одна из фантазий, может быть, мы сегодня, крымские татары, наш Курултай, будет этим мостом, чтобы объединить эти две страны, Россию и Украину, и чтобы здравый смысл восторжествовал у нас в этих больших регионах, в этих, по сути, добрых народах, которые заселяют эти страны. Я надеюсь, мы будем этого тоже добиваться, и в первую очередь мы должны услышать друг друга. Все хотим просто разговаривать, болтать, но друг друга, к сожалению, никто не слышит. А как вы думаете, официальный Кремль примет заявление и подобную инициативу? Как вообще отнесутся власти России? Я думаю, что они будут над этим работать.
у них, наверное, есть менталитет, есть мудрость какая-то, в конце концов, должны, соответственно, шаги тоже выполнять, решения принимать. Сейчас в мире все говорим одно, делаем другое, но уже не то время. Сейчас такой коммуникабельный век, интернет, телевидение, телефоны, все так связано, уже просто брехать и скрыть эту брехню невозможно. Я думаю, что будет все нормально. Всего хорошего. Итак, нужно напомнить, что сегодня внеочередная сессия Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва началась в 10 часов в Бахчисарае. Буквально несколько минут назад закончилась пресс-конференция главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, в которой в ходе своей пресс-конференции он сообщил журналистам, что он обратился и в парламент Украины, и в парламент России с инициативой создания крымско-татарской территориальной автономии. За этот проект голосование еще не было объявлено. Сейчас, напомню, проходит часовой перерыв. Мы продолжаем общение с делегатами Курултая крымско-татарского народа. Итак, селям алейкум. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы и вы как смотрите на создание крымско-татарской автономии в Крыму? Шафика Абдураманова, делегат Курултая, ассоциация Маривчи. Вообще-то я за последние 70 лет наш народ претерпел, в его судьбе произошли такие изменения, которые, знаете, с трудом укладываются в то положение, которое характерно для жителей какой-либо демократической страны. Мы вернулись сами 25 лет назад сюда, в Крым, исконно свою территорию, где у нас была государственность, где у нас была автономия. И за 25 лет отношение к крымско-татарскому вопросу здесь было совершенно различным, от полного замалчивания до негатива. К сожалению, последние события, они обнажили суть нашего вопроса с наибольшей остротой, что мы вынуждены были более ярко поставить свой вопрос. Естественно, форма государственности, возрожденная форма государственности на своей исконной территории у нас должна быть. И я полностью поддерживаю проект, который нам пока дали на обсуждение представители Меджлиса, и я очень довольна тем, что представители Меджлиса вот в этой очень сложной ситуации решали вопрос не на эмоциях, а в соответствии с законами, при этом не ущемляя прав тех народов, которые в настоящее время проживают в Крыму. Сами вы будете голосовать за принятие этого проекта? Естественно, за принятие этого проекта, потому что мы здесь коренной народ, мы здесь живем испокон веков. У нас была своя государственность, и потом в годы советской власти была своя автономия. И наше положение до нынешнего дня – это просто нонсенс. Естественно, должна быть восстановлена историческая справедливость. Саламат, ишлеріңіз қолай келсін. Итак, внеочередная сессия крымско-татарского народа 6-го созыва возобновит свою работу с 14:00. Я напоминаю, что на повестке дня внеочередной сессии один вопрос об общественно-политической ситуации в Крыму и задачи органов национального самоуправления крымских татар. Также следует напомнить телезрителям, что телеканал АТР проводит онлайн-вещание, прямую трансляцию Курултая. Не переключайтесь. Saygılı vekiller, insanlarımız her gün bize suallerinden mecliske gelirler ve bularga cevap vermek için bizlerge burada bazı mevzularını müzakere etmeye gerek. Şimdi biz birinci sualine baktığımız vakit her bir taraftan milletimizin hakkını bildirmek için ve birinci adımlarını yapmak için düşünüp inşallah bir kararını kabul edebiliriz. Endi ise her bir insan, her bir gün kendisine suallerini çözmek için seçimde buluna. Ne desek deyik, Ukrayna'nı söylesek, Rusya'nı söylesek, başka bir fikirler söylesek, insanlar çoksu sabadan çalışmalarına giderler ya da kendilerin meselelerini çözmek için hakimiyete giderler
ve insanlar problemaların başına düşerler. Birinciden bu pasport meselesi. Pasport meselesi demek vatandaşlık meselesi. Rusya de facto olarak burada kendi kanunlarını endi çalıştıra. Kanunlarına göre bir aydan son her bir insan, Kırım'da yaşayan insan, eğer Ukrayna vatandaşlığını saklamasına ya da лицо без гражданства onu saklamasına gerekli adımlar yapmasa, her bir insan Rusya vatandaşı gibi tanılacak. В течение месяца, если человек, проживающий в Крыму, постоянно проживающий, имеющий регистрацию на 18 марта, не заявил о желании сохранить гражданство Украины или лицо без гражданства, то он автоматически будет считаться гражданином России. Это то, что я говорил до обеда. Взяли цельное тело, из одной правовой системы перевели, не спрашивая, и разместили в другом. Здесь возникает 1000 вопросов, и не только у крымстатар, но к нам больше обращаются крымские татары, наши соотечественники. Как быть? Министерство иностранных дел Украины дало разъяснение о том, что если человек, гражданин Украины, не оформил выход из гражданства в установленном законом порядке, то наличие у него другого гражданства или вступление в другое гражданство не означает утрату гражданства Украины. Такое разъяснение есть. Но мы живем в очень быстро меняющемся мире. Каждый день продолжается размышление по поводу гражданства самой России. Несколько дней назад президент России публично заявил о том, что надо бы вести учет тех, кто имеет двойное гражданство в России. Сегодня уже расширяются размышления о том, что вообще в России, возможно, необходимо только лишь единое гражданство, то есть даже исключить двойное гражданство в том случае, когда Россия имеет соглашение с конкретными государствами о двойном гражданстве. Я ставлю вопрос и буду приглашать для выступлений. Что нам советовать нашим соотечественникам? Если исходить из той позиции, которую мы имеем на сегодня, каждый человек находится на своем месте, не отказывается от гражданства Украины, через месяц или больше его при ситуации определенной паспортизируют паспортом Российской Федерации, если эта ситуация будет дальше так продолжаться, и он будет гражданином России. И в том, и в другом случае есть очень много рисков. Гражданин России – это полностью действие законов России, включая и военную службу ваших детей, не только ваших, но и всех наших соотечественников. В Украине мы уже отходили от срочной службы. Если не вступать, отказываться от гражданства России, то это, проживая на родной земле, быть ограниченным в части своих прав. Не иметь возможности избирать, не иметь возможности работать в государственной службе, не иметь возможности, наверное, определенные предпринимательства, я не знаю. Есть очень много, наверное, сфер, где будут возникать определенные коллизии. Да, в конце концов, в каждом государстве трудоустройство иностранцев определяется на тех или иных территориях даже по квотам. Я не хочу сейчас просто фантазировать, я просто предполагаю наличие очень больших проблем для всех тех людей, которые будут жить в Крыму, а это прежде всего и для нас крымские татары, никто уезжать не собирается, как им быть в этой ситуации.
можете выступать в контексте первой части нашего заседания. Те, кто настаивал на каких-то определенных формулировках в связи с тем или иным государством. Я прошу записываться на выступление по вопросу паспортизации гражданства. Гражданство. Из зала, конечно, из зала. Есть микрофоны у зала, можете подходить к микрофонам. Buyurunuz. Baksana Rus diline geçtim öyle de gitti. Şimdi ille birisi bir şikayet yapar. Buyurunuz arkadaşlar. Ekrem Bey buyurunuz. Ekrem Abdülvahapov. İslam Terek regioni. Men bilesem bizde yuristler var. Bir-iki yurist çıksın ve bizge anlatsın. O Rossiya kanunların ve bu neday bu meseleden çıkmalı. Sağ olunuz. Tamam. Teyfuk Gafurov, son başka yuristler de varlar. Başka yuristler de olsa yaxşı olur edi. Bilmeyim, Hatice Hanım var mı da Mamutova? Emine Hanım var, Avamilova. Başkaları vardır. Buyurunuz Teyfuk Bey. Selam aleyküm arkadaşlar. Bu mesele için не etmek isteyim. На сегодняшний день, фактически с 21 марта, де-факто мы проживаем в правом поле Российской Федерации. Нравится нам, не нравится, милиция начала работать по Уголовному процессуальному кодексу Российской Федерации, и фактически вся система власти начинает перезагрузку для работы в российском законодательстве. В контексте вопроса с гражданством, который на сегодняшний день мы имеем. Меджлис уже готовил разъяснение, и мое мнение как юриста, наиболее идеальное для крымско-татарского народа сегодня следующий вариант. Мы можем, сохраняя украинское гражданство, не отказываясь от него, получить паспорта граждан Российской Федерации. В данном случае это не будет означать, что признаем мы или не признаем. Как Мустафа говорил в своем одном из выступлений, фактически, находясь на оккупированной территории во время Второй мировой войны, люди вынуждены были получать аусвайсы. В данном случае мы будем тоже воспринимать это как документ, которым мы вынуждены будем пользоваться. А для чего это необходимо делать? Какие есть недостатки? С одной стороны, не имея паспорта гражданина Российской Федерации, будут определенные проблемы с оформлением земельных участков. Есть ограничения в российском законодательстве о том, что не граждане Российской Федерации не могут иметь в собственности землю сельхозназначения. И таких нюансов достаточно большое количество. Одним из серьезных моментов является вопрос трудоустройства, поскольку в России также действует квотный принцип трудоустройства. Фактически, как уже заявляет Миграционная служба Российской Федерации, с 19 апреля будут здесь пытаться ввести паспортный режим Российской Федерации. В таком случае все, кто не будут иметь гражданство Российской Федерации, вынуждены будут оформлять разрешение на временное проживание, в последующем вид на жительство. То есть это, в свою очередь, создаст достаточно много проблем, которые будет решать сложно. У меня предложение как юриста, вне зависимости от того, сколько времени продлится здесь, скажем так, оккупация Российской Федерации, сколько времени здесь будет длиться российское законодательство, наиболее удобный выход из этой ситуации для нашего народа будет такой. Мы можем сохранить украинское гражданство. И как мы видим, заявление официальных лиц Украины говорит о том, что получение паспорта, или даже если его кто-то будет забирать и требовать какие-то заявления в Миграционную службу Российской Федерации, мы будем оставаться гражданами Украины. А в то же время пока что законодательство Российской Федерации разрешает иметь двойное гражданство, каких-то ответственностей, какого-то ограничения нету. Я думаю, выход из ситуации такой, иметь двойное гражданство, потому что нюансов очень много, и мы будем каждый день с этим сталкиваться. Уже на сегодняшний день обращается достаточно большое количество людей. Это и наши соотечественники, которые на сегодняшний день переехали с Узбекистана, не успели получить украинское гражданство. Много наших соотечественников, которые не имеет прописку в Крыму, то есть это будут возникать вопросы, которые мы будем стараться решить в рабочем порядке. На сегодняшний день мое предложение такое, если будут вопросы, еще готов пояснить в последующем. Саволнус. Саволнус, я вас прошу просто очень коротко, вы не усложняйте всеми этими терминами. И, не-не-не, вижу, может быть, все-таки будете выходить, потому что неудобно, кто сзади вас не видит. Абибе Ханум, выходите на сцену лучше, потом все наверх, выходите отсюда говорите, чтобы вас все видели. Арпатлы где-то тоже хотел по этому вопросу. Не, ну они заранее подготовятся. Пожалуйста, проходите. Потом Синавер будет, потом Арпатлы.
поводу паспортов. Значит, слышите? Угу. По поводу паспортов. Значит, у меня такой вопрос. Нашим детям, которым исполняется 14 лет, они не являются как бы гражданами Украины, и де-факто мы сегодня должны получить паспорт гражданина России. Не ущемляются ли их права вот именно в том направлении, что они не будут уже полноправными украинцами? И второй вопрос. Есть наши дети, которые учатся за пределами Крыма, на Украине, и они не хотят по каким-то менять свои паспорта украинские. Не будет ли ограничен заезд в Крым именно вот в это оккупационное время? Вопросы поняли? Не, Саумас. Пожалуйста, Синавер, говорите с микрофона, потом Энвер Арпатле. Ну, Мункунулся, Рифат, я вообще бы предложил этот вопрос снять с повестки дня по одной простой причине. Во-первых, этот вопрос, вообще позиция по данному вопросу очень сильно связана с решением Курултая по первому вопросу, какая будет позиция. Был Баранджиден, Экинджиден. Вот так с голосу юристы должны немножко себя уважать, чтобы вот так вот приходить, не подготовив вопрос, просто говорить. Здесь нужно, я согласен с тем, чтобы создать группу юристов, чтобы изучили этот вопрос гораздо глубже, с учетом международной практики, появления оккупационных зон и так далее, для того, чтобы конкретные предложения делать, а не так вот выходить. Савол, я думаю, что мы сейчас послушаемся. Давайте еще несколько выступлений. Энвер Арпатле. Селям алейкум, урметли векелер. Селям алейкум, семем летом. Знаете, прежде чем выйти сюда, я, наверное, испытал столько разных эмоций, и они меня посетили, что очень тяжело понимать, как воспримут все, что ты скажешь. Потому что каждый делегат сегодня должен оценивать, что Курултай, датированный этим числом, это наша история, которая очень глубоко впишется в дальнейшие действия и вообще в нашу жизнь. И мне бы хотелось очень многих призвать, в первую очередь, к тому, чтобы не руководствовались эмоциями, а руководствовались исключительно трезвым взглядом и пониманием того, что то решение или те фразы, которые мы сегодня произносим, в дальнейшем будут являться началом нового пути. И не согласиться с этим нельзя. В том, что сегодня мы в новой реальности, не думать об этом или не хотеть думать об этом может только глупый человек. И мы имеем то, что сегодня имеем. И не от нас зависело, что мы сегодня попали в эти тиски, что сегодня происходят геополитические изменения, и, как ни странно, и к сожалению, и к боли душевной, наш народ попал в самую середину. Потому мне бы хотелось, чтобы каждый из нас, каждый мой коллега задумывался, прежде чем выйти на эту сцену, и прежде чем призывать к какого-либо действиям, либо противодействиям, либо к призывам, и основывался на самом главном. Мы живем в Крыму, это наша Родина. Мы пережили здесь уже не одно государство, и мы все равно живем в Крыму. И что бы мы ни делали, или что бы ни делал сегодня Эмилий Меджлис крымско-татарского народа, это в первую очередь забота о нашем народе. Изменить то, что сегодня есть, мы не сможем. Сегодня есть ситуация, когда есть на территории Крыма, на нашей родной территории, Российская Федерация. Прежде чем сюда прийти, я думаю, каждый мой коллега, я говорю о председателях региональных меджлисов и местных меджлисов, наверняка проводил собрание. И у каждого из них возникал вопрос, или ряд вопросов. Какие вопросы сегодня остро стоят и обговариваются в обществе крымских татар? В том числе и о гражданстве, в том числе о социальных выплатах, в том числе, каким будет меджлис, в том числе, где мы будем жить.
И когда мы начинаем предлагать различного рода развития, мы должны в первую очередь подумать об этом. Если дает рекомендацию юрист, то наверняка, прежде чем член Милли Меджлиса, наверняка перед этим он прорабатывал и продумывал, как это будет. И сегодня говорить о том, что нам не надо пойти паспорт взять или взять его, наверняка были какие-то серьезные проработки и продумки. Как мы можем сегодня что-то не делать, если мы находимся, как подчеркнул юрист, в правовом поле Российской Федерации? Нравится ли мне это? Я вам говорю, что нет. Но должен ли я искать выход, как председатель регионального меджлиса или делегат Курултая? Я вам говорю, да. Кто-то может предложить другие варианты, так выйдите и предложите. Многие говорят про единство, разные версии. Кто-то говорит одну версию, кто-то говорит вторую версию, кто-то не дослушивает. Хотя очень многие вопросы, не надо меня перебивать, хотя очень многие вопросы здесь связаны именно с единством. И то, что мы сегодня имеем, и нашу силу, она действительно в единстве. И действительно Всевышний дал эту возможность. И действительно сегодня действия руководства Меджлиса и наши делегатов Курултая привели к тому, что с нами считаются. Более того, наши взвешенные действия сегодня привели к тому, что не была пролита кровь. Да, был какой-то один случай. Да, мы все за это переживаем. И будем скорбить, и никогда об этом не будем забывать. Но в целом каждый ваш ребенок, и вы здесь сидящие, сидите все живые, не пораненные, благодаря единству. Не кричите, не кричите. То, о котором говорилось. Не надо перебивать и слушайте внимательно. Вот в этом вся суть, что мы должны научиться с уважением друг к другу относиться. Теперь, что касается того решения, которое предложено. Однозначно сегодня руководству Меджлиса необходимо принимать различного рода действия. Однозначно сегодня руководству Меджлиса нужно расширить рамки и дать возможность вести переговоры на всех уровнях. Кому это нравится и не нравится. И в том числе с Российской Федерацией. В том числе, как бы это нас никого-то не укоряло. Потому что мы живем сегодня здесь. И главная наша задача каждого делегата Курултая приложить максимум усилия для сохранения нации, нашего народа. Sağ olun. Siz sağ olunuz. Я совсем согласен, что Энвер, просто другие будут выступать. Чуть-чуть немножко тональность, потому что некоторые, может быть, на тональность немножко обижаются. Выходите все-таки с трибуны, чтобы видели друг друга. Пожалуйста. Османов, потом Рустем и Хамзин Али потом. 3 минуты постарайтесь уложиться. Сайглы Курултай Виклер. По поводу создания дополнительных групп для глубинного изучения данного вопроса хочу ответить следующее. На сегодняшний день Курултай должен дать ответ однозначный, да или нет. Потому что чем больше мы затягиваем с решением этого вопроса, тем больше начинаются у людей проблемы. Каждый день мне в юридическое управление Меджлиса звонят люди и задают один и тот же вопрос. Звонят госслужащие и задают один и тот же вопрос. Поэтому оттягивать решение этого вопроса и ответ нашему народу, как дальше действовать, мы должны дать сегодня. Поэтому, если сегодня нет другого варианта, другого механизма дальнейшего существования нашего этноса и сохранения того, что мы имеем сегодня, наших прав, мы должны пойти на этот шаг. Али Хамзин. Мы на сегодняшний день должны принять этот документ, получить документ, российский паспорт. Я вас прошу, Синавербей, я вас прошу не кричать. Да. Синавербей, Хамзин. Bağışlanız, Sinaverbey. Enver Arpatlı ve diğerleri. Yerlerinizi alınız. Misafirlerimize çok büyük rica var. Делегелere de rica. Я хочу лишь по сути вопроса. Когда-то был у меня опыт в 2000-х годах, 1990-х годах, 99-х годах, вопросы гражданства, принятия нашими соотечественниками, имевшими гражданство Узбекистана, гражданство Украины. Сейчас мы знаем, что уже на
площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Украины создается площадка для переговорного процесса. Пока это идет на каких-то второстепенных, так сказать, должностях, но она началась. Поэтому я просил бы вот Курултай обратить на такое внимание ситуацию. Дело в том, что, как мы видим, вчера Яценюк обратился, чтобы мы, оказывается, не бросали бы, не уходили без гражданства Украины, что, оказывается, будут выплачивать какие-то социальные гарантии и еще что-то тем, кому это положено. Мне кажется, сейчас нам нужно поставить, может, от имени Курултая, может быть, от имени Меджлиса, поставить вопрос перед украинской стороной. Потому что российская сторона это допускает двойное гражданство, но там есть определенные условия. Украинская сторона исключает в соответствии с законом о гражданстве двойное гражданство. Поэтому было бы хорошо, если президент Украины, это был бы самый оптимальный вариант, своим указом принял бы решение. Вот как они приняли закон о оккупированных территориях, вот к этому закону о том, что граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях, имеют право иметь двойное гражданство в исключительном порядке. Только для граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, как это утверждается у Украины. Во всяком случае, проект закона имеется. Поэтому, если бы это было бы и политически важно, и это сняло бы большую напряженность, мы бы не прятали этот паспорт, а сказали бы, что у нас позволительно двойное гражданство. А то, что мы сегодня живем в новой реальной ситуации, это уже практически в правовом пространстве Российской Федерации, и что мы вынуждены будем принимать гражданство России, это уже факт. Но тогда у нас многие те вопросы, которые возникали по украинскому законодательству, по украинскому гражданству, мы решали бы за счет закона или дополнения, или указа президента об возможности иметь двойное гражданство в правовом пространстве Украины. Вот я только лишь это хотел предложить. Спасибо. Sağ ol Bariyev Eskender, ondan son Ozenbaş Ali. Сайгалы Джимат, я постараюсь максимально кратким быть, но я хочу обратить ваше внимание к тому, что не нужно делать преждевременных шагов. Объясню почему. Потому что на самом деле наш народ оказался между двумя правовыми полями. С одной стороны, это правовое поле Российской Федерации, которое не признано еще всем миром. С другой стороны, это правовое поле Украины, потому что мы еще имеем украинские паспорта, и мы самоидентифицируем пока с украинским гражданством. То, о чем сейчас говорили, как раз таки согласование с председателем Меджлиса Рифат Ага и по поручению Мустафа Ага я работал в рабочей группе по подготовке закона при Комитете по правам человека Верховной Рады Украины, который называется по-русски «Про забеспечение прав и свобод громадян та правовий режим на тимчасово оккупованной территории Украины». На самом деле этот вопрос очень сложный. Он сложный тем, что это вопросы и проезда, скажем, границы между полуостровом и материковой Украины, это и вопросы получения образования, это вопросы службы в армии, это вопросы ведения коммерческой деятельности, это вопросы коллаборационизма. И на самом деле, я вам скажу, в этой группе работало очень сильное лобби, и причем очень было много русских, и которые представляли Севастополь, Ялту. И на самом деле поднимался вопрос, потому что очень много, в том числе, беженцев на территории Киева и так далее, и других регионов Украины. Поэтому здесь, когда мы говорим однозначно, что да, уже мы должны принимать моменты, но этот закон регулирует вплоть до того, что создание специального государственного органа по оккупированным территориям. В этом законопроекте четко оговариваются моменты, насколько будут обеспечены и каким образом будут обеспечены социальными выплатами, правами представители, граждане Украины, проживающие на территории оккупированной. И ряд вопросов. Поэтому я где-то поддерживаю Снавера Кадырова в том плане, что нам нельзя однозначно сейчас говорить: Джимат, принимайте там российское гражданство, или Джимат, оставляйте украинское гражданство, потому что каждый должен для себя выбрать. Потому что хотят ли, чтобы их дети служили где-нибудь в Магадане?
в 2018 году. Это нужно подумать. Хотят ли, чтобы наши дети получали дипломы в украинских вузах или получали в российских вузах? Об этом тоже нужно подумать. И ряд вопросов. Но я вам одно скажу. Сегодня уже есть подзаконные акты, и в законе это четко тоже прописано, что силовые структуры, прокуратура, предоставляются рабочие места на территории, специально создаются дополнительные рабочие места для людей, которые с прокуратуры, с милиции, которые выезжают на материк. Подождите. Для сохранения. Речь идет, я констатирую факты. Подождите. Я констатирую факты, когда мы говорим о сохранении квалификации и о нарушении или нарушении присяги. Одно дело, когда гражданское лицо, другое дело, когда работник прокуратуры. И когда четко обозначаются моменты, что эти люди вернутся и будут работать в Крыму. Следующие моменты. Когда мы говорим о переводах или о защите дипломов, это право каждого человека и каждой семьи выбрать себе, насколько это будет удобнее. В том числе это и передвижение через границу. Поверьте, это очень непростые вопросы, там были очень большие споры. И в том числе коллаборационизм. Мы тоже должны. Единственное, на что мы смогли повлиять, чтобы четко разграничили, чтобы всех не считали коллаборационистами, учитывая ту реальную ситуацию, а вывели в отдельно Криминальный кодекс Украины и четко расписали тяжесть, степень и так далее, учитывая, кто давал присягу или кто не давал, кто в каких условиях пришлось работать и развивать предпринимательскую деятельность. Я заканчиваю уже. И по предпринимательской деятельности. Там на самом деле мы четко говорили о том, что если связано с какими-то лицензированными или контрабандными схемами, когда не связывается с внешнеэкономической деятельностью, тогда предприниматели должны заниматься спокойно на территории Крыма предпринимательством, и это не будет рассматриваться как коллаборационизм. Спасибо большое. Sağ olun. Ağalar, ben şimdi Sayın Özen Başkan söz verince bir kere ricada bulunmak istiyorum. Bu vatandaşlık meselesi kuru siz bilgeninizden ya sizin şahsiliğinizden bağlı değil. Bunu konuştuğumuz vakit her bir milletteki olan her bir şahsinin merakını gözüne alınız. Misal için, benim oğlum yoktur ama senin oğlun var. Ben biznesim yoktur ama sen iş adamı. Bunu söylemeye isteyeyim ki bizler daha bazılarını bekleyebiliriz. Ben görem belki biz bugün bunda karar almak. Çünkü bu vatandaşlık meselesi her bir grupaga ayrı ayrı olabilir. Bunu çıkaran açıklayıp yazılı olarak rekomendasyon şeklinde dağıtmaya gerek olur. Belki de bunu bir yakın zamanda bu müzakereden son belki mecliste kabul edebiliriz. Ama insanlarımız, siz de bilesiniz bunu, şimdi çoksa televizyonda bizi bakanları böyle sorulara cevap bekliyorlar. Çünkü onlar kendi ağırlıklarını düşünüp şahsi Kur'an'dakiler olduklarından bizden ya bu ağırlıkların çözmesini belki bir yaxşı yolu vardır deyip düşünürler ve bizden akıl bekliyorlar. Ya da kendi korkunçları daha çok ziyade olmasın deyip işte bizlerini dinlemeye istiyorlar. Ağalar kolaborasyonizm meselesini bunda koşmamız. Aslı koşmamız. Yarın bir gün eğer bir insan, 10 insan rejimge dayanabilir. İşini bıraktı, her bir şeyini, pasport almadı. Я специально скажу на русском языке, чтобы некоторые журналисты поняли, в какое тяжелейшее положение бросили почти что 2-миллионное население Крыма. За исключением тех, которые думали, что так легко решать статус территорий одним каким-то голосованием. Я просто вспомню Вторую мировую войну. Центральный партизанский штаб в Москве и те, кто ему подчиняются в горах от холода, голода, выживают или где-то сопротивляются столько, сколько могут. Оккупационные власти в городе и все население, которое в городе осталось под оккупацией, оно вынуждено жить так, как установили правила. И аусвайсы берут, и на работу ходят, и локомотивами управляют, и сантехниками работают, и дворниками работают.
но живут по аусвайсам. В чем вина этих людей? В чем вина тех людей, которые сейчас помимо своей воли оказались в этой ситуации? Кто их может упрекнуть? Если они для того, чтобы не другому сделать плохо, не услужить кому-то, чтобы самому жить на своей земле, они вынуждены по тому закону, который здесь установлен. Я хотел бы, чтобы все эти вещи обсуждали просто в совокупности. Bağışlanız Озенбаевич Ali, buyurunuz Ali Bey. Тяжелейший вопрос. Buyur. Çalışacağız. Yakın kal. Поближе сделай. Geçen sefer normal efektim pek işildi de onun için sakınım mikrofondan. İşle değil mi? Allah. Söyle. Tamam. İşte ben tacipleniyim. Ne kadar heyecanlı bu bir sade bir malumat. Tevfik zaten doğru etti. İskender de doğru kaydetti. Şimdi kanunsuz bir zaman haberiniz olsun. Mesela ben size anlatma bir şeyini isteyeyim. Pasaportlarının vermegi vazifesi o ayrı pasaport idarelerine. Rusçası pasportunu istiyor. Şimdi o idareler çalışmayın. Niçin çalışmayın? Çünkü o idarelerine pasaportları yok, blankaları. Nasıl çalışmaya bilmiyor, onları öğretmediler. Onlar şimdi hazırlanıyorlar. Ve buna bu şimdi siz barıp algan pasaportlar, siz almaganlar, alganları, onlar alalar başka usulün. O konsulat, Rus konsulası sata o pasaportlarını. O evvel zamanda da sataydı, ucum olmazdan evvel. Ucum olgan son da satacak, başka hükümetlerde de sata. Onun için o birbirine alakası yok. Şimdi rahat gerek sakın olup, beklemeye 18. Nisan'ını, ne zaman otomatik vatandaşlık gelecek, bestegindir zamanına göre o da 2 milyon kişinin olur, öyle ücret günde bu ücreti verip olamazlar, imkansız olarlar. Yavaş yavaş verip, onun için ben bu müzakerelerine ve o kadar geniş şeyin bakmayayım. Aslında ben size tepsiye vermek isteyeyim, bilirsin, fal bakmaya gerekmiyor. Bana ne zaman misal gelir, bana Putin emir verdi, şimdi bakacak, nasıl bir kanun kabul edecek Rusya, bizim pasaportlarını tutacak. Ya kardeşler, bekleyin olsun, çıkarsın kanunu, okuyun onu, nasıl olur, o anda da bir yollar oldu. Ya da şimdi Kalabatı'nın sözü kullanıldı. Biz birinci okudular kanunu, çok çirkin bir kanun. Ama o tazdıklanmadı. O şimdi denen şey, kim bilsin, ne zaman olur, belki pek yaramıyorlar, bilmeyeyim. Belki pek yakşı olur, onu da bilmeyeyim. Ama rica ettim, boş şeyi öyle taciplenip, heyecanlanıp, sanki öz hakkını anlatmaya hareket etmeyin. Bu kadar işte. Sağ olunuz. Emine Hanım Avamirova, buyurunuz. Son Abdullah Bey. Sağ olun Rifat ağa. Selam aleyküm saygılı milli Крым татар халқымыздың векиллері. Я разделю свое выступление, постараюсь быть очень лаконичной на две части. Первая составляющая – это будет патриотическая. Поверьте мне, что среди всех тех крымских татар, которые живут сегодня здесь, в Крыму, на своей родине, и среди тех крымских татар, которые живут за пределами Крыма, очень большое количество патриотов. И все они до одного поддерживают выступление всех тех, кто говорили, мы на своей земле, мы будем отстаивать свое право коренного народа крымско-татарского на национально-территориальную автономию. Это конкретно наше политическое решение, которое мы сегодня с вами рассматриваем и примем его сегодня. Бүгінгі лейха сіздің диққатыңызға берілді, мен еминім біз епіміз бұл лейхаға қол тұта білерміз. Ama bu bugün yaşayışımızın ve geleceğimizin, bizim halkımızın geleceğimizin daha başka tarafı vardır. Это та самая объективная реальность, в которой мы с вами сегодня оказались. В юриспруденции есть такое понятие – крайняя необходимость.
Я бы как юрист сегодня и как член Милли Меджлиса, и просто как крымская татарка сказала бы, дала бы характеристику тому, что сегодня происходит, и те условия, в которые мы с вами сегодня выставлены, именно крымские татары, как условия вынужденной необходимости. И поэтому я хотела бы продолжить то, о чем начал говорить Рифат Ага. Сегодня те 30 тысяч человек, это я говорю приблизительное количество крымских татар, среди нас есть малолетние наши несовершеннолетние дети, которые должны идти сегодня в детские сады с крымско-татарским языком воспитания. Среди нас есть наши дети, которые должны обучаться, получать образование на нашем родном языке, наши студенты. Другая сфера социальная – это наши старики, пенсионеры, социально незащищенные люди. Это наши люди, которые работают в бюджетной сфере, на государственной структуре, должны будут работать. Это наши люди, которые занимаются мелким, средним, большим бизнесом. Это те люди, которые работают в больницах, которые работают во всех сферах нашей жизни. Как они будут это делать? Поэтому один из важных вопросов – это тот вопрос, который мы называем гражданство. Я не буду сейчас делать правовой ликбез, но гражданство – это есть та самая правовая связь личности человека с государством. Поэтому давайте подумаем о том, что будет завтра, когда мы с вами уйдем с заседания сессии Курултая нашего народа. Как мы будем жить, в каких условиях и какие законы будут регламентировать нашу с вами жизнедеятельность. Я хочу сказать о том, что 21 марта был подписан и вступил в юридическую силу Федеральный конституционный закон Российской Федерации. Он имеет длинное название, но вы уже знаете его, наверное, наизусть, о присоединении Республики Крым и города федерального значения Севастополя как субъектов Российской Федерации. Этот закон содержит 24 статьи. Этот закон, естественно, был принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Но этот закон – это вот та самая дорожная карта, как сегодня свою жизнедеятельность будут осуществлять все те, кто живет сегодня в Крыму. И я хочу сказать, что каждая статья этого закона содержит, помимо Конституции России, будут отдельные отраслевые законы приниматься в той или иной сфере. Будь это будет социальная сфера, бизнес-сфера, либо это воинская обязанность наших с вами детей, наших мальчишек. Это все находится в этом законе. Поэтому я вам хочу сказать еще одно. Сегодня работает очень большая группа профессиональных юристов из числа крымских татар, которые ведут уже консультации с теми специалистами в области российского законодательства, с теми людьми, которые сегодня будут имплементировать законодательство Российской Федерации сегодня здесь, в Крыму. И поэтому эта команда юристов готова будет пошагово давать информацию, в том числе и в средствах массовой информации, будь это печатные СМИ, будь это телевизионные СМИ, будь это интернет. Поэтому, сайгылы ватандашлар, я вас убедительно прошу, сегодня мы должны отделить наши с вами патриотические, эмоциональные чувства и поставить көзіміздің огымыздың алдымызға біздің халқымыздың, біздің балаларымыздың келешегін, ве біздің бүтін умumi Крым татар халқымыздың келешегін. Çok sağ olunuz dikkatinize. Ахтем Чейгос buyurmuş. Sağ olunuz Emine Hanım. Abdullah Son. Şimdi Ahtem Çeygos sözü çıksın da sağ olun dostum. Sağ olun. Saygılı milletvekilleri, misafirler, bizim prezidium. Endi aniqki milletin arasında böyle bir gradatsiya degen usul var. Okuyan balalarımız, pensionerler, hakimiyette çalışkanlar, saylavlarda iştirak etkenler, saylanganlar, insanlar, bu hapishane nazdiler, правоохранительный organlarda, biznesmenler, armiya varacak balalar ve elbette çeşit bu kungeri bu пособиялар sosyal nelerine kullangan. Ondan gayrı insanlarımız var. Onların da rakamı çok. Çokluk men bellesem. Ve karar almağa men bellesem doğru değil. Elbette meclis başta bir müracaatla çıkmaya borçlu. Demek bu usulları Sayın Reisimiz aytkalı. İşte bütün bu yuristlerle oturup konuşup
миллетін mecliste kabul etip böyle bir anlatmak için cemaatha çıkmak gerek olacak deyip men düşüneyim. Ve huru yuridik tarafından bakıp değil, siyaset tarafından bakmayı bu meselenin biz geçmemiz. Ve kozogumuzu alma borçlumuz bu Rusya'nın bugün olan durumunda. Eğer biz kullansak böyle terminden biz endi po faktu Rusya'nın içindemiz ve onların kanunları 20-15 günde endi mında bizge testnen koyula. Ama öyle bir Rusya'nın etrafında dünyanın hareketleri var. Böyle bir izolasyon başlana. İşte bunun için bu şeylerin de biz kozogumuzu almaya borçlumuz. Bizim habatımız yoktur. Bu şeyler kelip bizim başımıza düşkenini. Onun için siyaset tarafından da bir bakıp ve çeşit devletlerge, Ukrayna'ga ve Rusya'da mecliste karar böyle bir müracaat alıp biz o'zi fikrlarimizin ko'rsatmaya borçlumuz. Ve men bilsem bu işlerden korkmak gerek mi? Nechun degende biz şu bir постановление dokumentin kabul etkende biz anda o'zi fikrimizin ve kurashimizin ko'rsatacağımız nege aslı bu millet o'zi vatanında nas hareketler yapacak o'zi hukuklarını kullanmak için. Ama birden qaytarıp aytacağım, bu meselelerin Milli Meclis'te yakın arada iki uç taraflı bakıp hem dünya hem milletimize bildirmeye borçluyuz. Sağ olun. Sağ olunuz. Arkadaşlar bu mevzuda da bir iki delegeler yazıldı da söyleyin Sayın Mufti Bey. Söyleyin. Burada söylemek istediğim bu. Burası çıksın da Tatarca. Bu millet pasport alacak mı? Ukrayna pasportu verecek mi? Almayacak mı? Ya öyle de böyle hepsiniz çıkarsınız ya. Ya çık da söyleyin bunu adam gibi tabi millet bekliyor bunu ya. Ya Sayın uçaktan böyle telefonlar pişte indi. Ya. Telefon. Ben jurist değilim ya. Ya Sayın Mufti Bey yeter şu. Sana demeyeyim ki artık. Sayın Mufti Bey burada gerçekten de bu meselede belki de arkadaşlarımız kendi fikirlerini bildirsinler de son biz bunun mecliste bütün bu gösterilen fikirlerini çok kolay değil. Çünkü olsaydı da hepsine bir komanda bunda vermeye ama çok farklı gruplar var. Ve bunların insanlar hepsi kozogunu alsınlar. Çünkü ama ben bir kere de Rusça geçeyim de вот эти люди, которые толкнули Крым в эту пропасть, должны ощутить, как просто с кровью вырывает человек для себя те проблемы, которые для него болевые, чтобы решить одну проблему. Брать паспорт или не брать. Начиная от неприятия той ситуации, в которую его поставили, это проблема достоинства. И завершая решениями тех вопросов, которые зависят от выбора человека, им нежелаемого. Я просто через журналистов еще раз обращаю вот эту ситуацию и повторяю еще раз, я знаю, о чем я говорю. Эту ситуацию переживают крымские татары и люди других национальностей в одинаковой мере. Незначительная часть населения Крыма сейчас находится в эйфории, пока они не столкнулись сами с этой проблемой. Они еще не вышли из этого состояния синдромного. Я прошу к слову Асан Эгиз, ondan sonra Şevket Osmanov, ondan sonra Dilaver Abdullah Bekmambetov, daha bir kere de affedersin. Abdullah Bekmambetov, sonra Hasan Egiz. Selamun Aleyküm burada. Saygılı vekiller, mende bile teklifler var, burada soraklar, burada özümüzün juristler bugün suallerimizi özlerinin atvetlerini verip dursalar yaxşı olurdu ama biz o şeyleri bugün bekim yapıp olamak.
Endi tatarca söylesem pek anlaşılmaz, Rusça söylesem de anlaşılmaz. Aralaş dilde anlatacağım. Bana bakınız. Ben hükümet adamıyım. Hükümette çalışıyık. Birincide benim sualim bu vatandaşlık meselesini üçe bölsek. Birincisi adli insanlar alacak almayacak. Alacak olsak bir sual. Ya vatandaşlık alacak ya almayacak. Bugün hepimiz hazırız. Alma deseniz almayacak, al deseniz alacak. Ondan sonra alacak desek bunun üçe bölmek gerek. Adli insanlar aşıkmayıp almak mümkün. Biz hükümet insanları, bizleri yarından başlayıp hareket ettiriler aldırmaya. Basın yaparlar. Basın. İkinciden harbi ve organda militsiya ve hizmette olgan ofisерlerimiz. Bulara pek baskından bugünden başlayıp veriniz dokumentlerinizi. Bu bir. İkinciden olara koyulgan vaprosumuz bizlere hükümette çalışanlara vatandaşlık Ukraynankını kaldırmayacaklar. Kur Rusiyanki olacak. Ona bir var. Biz hükümet insanı olarak bu şeyleri razı olsak, çalışsak, ya bizim militsada ya organlarda çalışan ofisерlerimiz nelerimiz binlerden bugün olar bu şeyi vatandaşlığa razı olduğu zaman Ukrayna'nı alacaklar ve Ukrayna hükümetinde bunlara cinayi iş açmaya hakları var. Çünkü prisaga bir kere verili. Xırma. Bu şeyler de var. Bunu onun için biz bugün bakışımız gerekti. Halklara yuridik iki günün arasında öğrenip bu şeylere sual veriniz. Bizleri bir hafta değil de iki hafta o güne başladılar bu şeyden kısmaya. Kısıp gelip bunları bugün soraylar, dokumentlerimi hazırlattırırlar. Ya alacak ya almayacak. Bugün de iki günün arasında söylemeseniz biz ona göre iş tutuşumuz gerek. Ben yarın hükümette çalışayım, bırak deseniz bırakarak. Oğlumu da ofisyer, onu da çağırdım. Bırakmaya hazır. Oğlum dedim kurultay geçsin, gelirim mesela bir sual söylerim diye. Bugün de bugün biz kurultaydan bu şeyleri bekleyiz. Birincide alacak mı almayacak milletimiz beraber. Milletimizden beraber alınacak olsa elbette onda bilmeyeyim bu sualleri iki gün arasında ne veriniz? Atvet. Sağ olunuz. Ama Abdullah Bey siz de kurultayın delegesiniz. Bakınız arkadaşlar dedim ki çok farklı. Bu hakimiyette hizmet etken Rusça gosslujişi. Onlara şimdi hepsini toktatlar pasaport vermesi ya vermez dediler. Cedvelini de öyle almaylar. Ama bunlarga hepsini basın yaparlar. Bana Sabeski'den de bugün sabahdan söylediler. Bana sizge. Ve tez seçim ettiklerini isteyirler. Rusya kanunlarına göre hükümette hizmet etkenlerin hiç eki vatandaşlığı olmayışı gerek. Tamam. İşte biz bularını meclise ne kadar düşünsek de ama seçimlerini kendinize yapacaksınız Halil'im. Becerik mi becermek öyle olacak. Şevket Hasan Egiz. Toktasa dostum adamlar yazılmış. Hasan Egiz, Şevket Osmanovson. Mikrofon yanında doğrusun. Siz... Tamam. Selamünaleyküm saygılı Reis Efendi, saygılı Kurultay vekilleri. Benim çıkışım bugünkü Kurultay çalışmaların 3 maddesinden bağlı olacak. Ve birincisi bizim bugün kabul edecek bu nizamname meselesinde. Biz Sinaver Kadırov'un teklifini pek mantıklı ve pek doğru görüyoruz. Ve bu nizamnameni onun teklif etken şekilde, yani onun teklif etken değişmelerinin beraber kabul etmeye taraftarımız. Ve Kurultay vekillerini buna davet ettiğimizi çağıramız. Ne için degende bu birinci madde, ben onu tekrar etip oturmayayım, herkesin zaten ellerinde var. O bizim niyetimizde pek açık ve net belgilemegeni sebebinden ve aynı zamanda farklı taraflara o izahatlarını vermeye sebepçi olacak. Ve ikincisi bu muhtar cumhuriyet meselesinde bizim devletçiliğimiz nasıl bir şekilde ifade olunacak ve nasıl bir şekilde gerçekleşeceğini bugün tam belgelemek zamanı değil. O nasıl şekilde kurulacağını biz ileride gelecekte müzakereler kureşimizin devamında bakarız. Onun için bugün onu muhtariyet ve muhtar cumhuriyet gibi sınırlap oturmayımız deyip düşünüyoruz. Onun için bu nizamnameni tekrar aytam Sinaver Kadırov'un teklif etken değişmelerini beraber kabul etmeye taraftarımız. İkinci madde bu vatandaşlık meselesi.
Бүгін farklı bir hukuki sebep ve tartışma var mında Alvarova. Bunu halletmek gerek ki Milli Kurultay bu hukuki bir konsultatif şirketi değil. Bu siyasi vekaletli organdır ve bizim bunda kararımız siyasi olmak gerek. Bu siyasi karar neden ibaret olmak gerek degende birincisi biz Ukrayna vatandaşlığını hiçbir şekilde terk etmeyimiz ve ondan vazgeçmeyimiz. Tabii ki yanı bir gerçeklerinin rast geldik ve bu yanı gerçeklerinin öz münasebetlerimizni resmileştirmek için elbette bizge ona göre doğru bir kararlar ve hareketler etmek gerek olacak. Onun için biz yanı gerçeklerin bizge teklif etken imkanlarını yani vatandaşlığını kabul edeceğiz ama Ukrayna vatandaşlığından hiçbir şekilde vazgeçmeyimiz. Ve üçüncüsü bunda farklı bir teklifler seslendirildi. Milli Meclis farklı müzakerelerde ve her türlü bir seviyede müzakerelerde bulunmak gerek. Elbette biz kapalı bir etrafta bulunmamız mümkün değil. Biz öz kureyşimizde, hareketimizde varmamız gerek ve bu meselede bizim teklifimiz bundan ibaret. Milli Meclis karar algan taraflarının konuşsun ve karar algan taraflarının işbirlik yapsın. Bugün bir türlü laf edip, yarın başka türlü şekilde özünü göstergen insanlardan zaten vakit joymaktan faydası yok. Onun için biz tek karar algan taraflarının iş tutayıq, karar algan taraflarının müzakerelerimizin devam edeyik ve şimdi bunda işbirlik degende bizim bütün kararlarımız siyasi doğru olmak gerek. Çünkü bunda biz bir kimseye borçlu ya da borçlu degen bir fikir yok. Bunda namuz meselesi var, bunda şeref meselesi var, bunda milli gurur meselesi var ve milli perspektivamızın meselesi var. Onun için biz öz şerefimizle ve gururumuza sahip çıkıp bu şekilde işbirlikimizle varmak gerekmiz. Sağ olunuz. Çok sağ ol Hasan Bey. Şevket Osman, Lenur Bey, ben koyayım dostum. Şimdi Şevket Osmanov, Dilaver Akiyev, son sana söz veririm dostum. Selamünaleyküm delegatlar kurultayı, Mufti Efendi, Refat Ağa, Meclis. Mikrofon söyle. Ben kısadan bu pasport meselesi için. Eğer biz bugün kurultayda karar alsak, pasportu almaya yok mu bu Rus pasportuna? Ben bileyim strateji taraftan biraz doğru olmaz. Benim fikrim bile, biz meclisi palnomoçya vereyik de ona alsın biraz vakit bu meseleyi daha da iyi öğrensin. Ukrayna правительствосundan переговорlar geçirsin. Gerek Kırım vekillerinden ondan sonra biz meclise eğer palnomoçya versek gerek vaktine, gerek halka, gerek adamlara kendisinin kararını söyler. Eğer adam çalışsa hükümet işine, ona belki ek günden sonra gerek söylemeye, yapmaya gerek. Kalan halka, studentlere, işçilere biraz geçe. Benim fikrim bile, biz vereyik meclise palnomoçyalar, o gerek vaktine, gerek milenyasının kendisini söyler. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Dilaver Akiyev sözlerini vazgeçti. Yunus Abibulayev. Son Lenur Bey siz. Sen bu mevzunu kapatacağım ben. Diğer mevzularımız da var şimdi de. Selamünaleyküm saygılı cemaat, saygılı meclis. Все, что я хочу сказать, я буду говорить на русском языке, чтобы было чтобы не меняться в смысле. И очень большая просьба, если я даже что-то не так скажу, кому не понравится, не перекрикивайте. Ситуация по паспортам и по всему прочему. Вот здесь мы все сидящиеся 100% общаемся с людьми. Вот я, например, в районе Фонтанов, там Каменки и прочих, другие там еще где-то. И у людей всегда возникает вопрос, как нам дальше жить, как нам дальше быть. И я, хотя каждый день с первого дня нахожусь в Меджлисе, я им не могу конкретного результата дать. Потому что многие из нас начинают одни патриотическую сторону, все, будем биться, уйдем в оппозицию или еще что-то. Я всегда говорю, один раз надо решить, у нас два пути. Или давайте конкретно скажем, будем вот так, или скажем вот так. Но когда мы хотим сохранить свой народ, своих детей, своих внуков, мы уже сегодня достаточно давно в Крыму проживаем, нам надо размножаться, нам надо, чтобы у нас, наш народ, их было много. И сегодня просьба, я сказал, если что не так, вообще я хотел внести закон такой, попросить, чтобы 4 жен разрешали, чтобы нас быстрее, больше стало. Да-да-да. Да.
Это просьба Курултаю такая, чтобы у нас было 4 жены, у каждой по 3, по 4. Ладно, вопрос о паспортах и о другом. Я думаю, сегодня наш народ должен взять паспорта, тем более с двойными гражданами. Это мое личное мнение, потому что надо завтра жить, работать. Как только что говорили все, я повторюсь, бизнес и другое есть. Если мы уйдем, ничего этого делать не будем. Еще одно предложение есть. Пусть Украина нам по $1000 в месяц крымским татарам дает, 300 тысяч населения, и мы от всего откажемся, будем работать и дома сидеть, огороды сажать. Sağ olun, если что не так сказал, извините. Sağ olunuz. No, Yunus Bey ille bir yerde yanlıştınız. Müslümanlar, İslamiyet 4 kadın alması burada kimden razılık gerek size? Allah'ın razılığından buyurunuz. Lenur Bey. Lenur Bey, buyurunuz. Selamünaleyküm saygılı vatandaşlar, saygılı президиум. Екі суалым бар еді, орыс тілінде сұрағым. Бір суалым, первый вопрос такой у меня. В Ленинском районе я подошел к служащим прокуратуры и задал вопрос, как наши госслужащие будут менять паспорта. Они говорят, госслужащие, приняв российское гражданство, должны отказаться от украинского гражданства. Они должны будут сдать украинский паспорт только потом. Кого это не устраивает, они должны освободить это место. Как действовать им? У нас в Ленинском районе все задают вопрос, все это, я думаю, что и в других районах. До понедельника, подождите, Курултай, пройдет Курултай, мнение Курултая, мы приедем, вам все расскажем. Второй вопрос. Единственное распоевание, насколько я знаю, прошло в государстве Украина. Госакты получили на паи, на земли, у людей госакты на руках с печатью Украины, получив российское гражданство, российский паспорт, как они будут совмещать два вот этих документа? И вот, Ленур Бей, давайте, кто-то сказал сейчас, не будем устраивать вечер вопросов и ответов только по одной причине. На многие вопросы просто нет пока ответов. То, что касается, и это действительно нас всех поставили в такую ситуацию, я 1000 раз буду обращать внимание, это в отношении прав человека, в отношении собственного уважения, в отношении уважения России. Великая страна поставила миллионы людей в такое положение. Я могу здесь, Ленур Бей, вам посоветовать в части госслужащих одно. Путин, который подписал этот договор с Крымом, сказал о том, что там написано, я сейчас не помню статья, в течение месяца каждый должен определить своим гражданством. Если кого-то выгоняют завтра, послезавтра, то есть у нас еще есть время до 18 апреля для того, чтобы попытаться, теперь уже с Организацией Объединенных Наций, мы там пытаемся, чтобы они сейчас вмешались в эту ситуацию, с другими заинтересованными сторонами, найти какие-то механизмы, чтобы права человека здесь были в какой-то мере хотя бы защищены. Поэтому везде, где сейчас давит на вас Абдуллабей, это вас касается других, берите этот закон, который подписал Путин, и показывайте им. До 18 апреля вы имеете право определяться. Месяц. Пожалуйста, Зинур. Сау болыңыз. Асылда бір рассыздық көрмейменен, не үшін десеңіз, асылда ашықма керек бе? Истеселер, олар біздің шақырма керектілер. Істеген сойы Русия паспортын ала, істемеген сойы алмай. Егерден девлетте çalışkan insanlar çok rahatsızlık көрселер, ала білелер. Ama da o patlasa bir 5-6 faiz milletinden olacak. Ayda da 10 faiz insanlarımız anlamastan bir barıp o Rusya pasportunu alacak. Ama da kalganı men müracaat olacağım. Ukrayna pasportunu tapşırmanız, bermeniz birege. Ne için deseniz bu bunda da siyasetçilik var. Ona da bütün dünya baka. Ama da bu müracaatta men isterim meclise tez bakmak, kabul etmek ve adamlarga yollamak onu. Çok sağ olun. Server Hacı Emir ve bundan sonra bu mevzunu kapatacak. Kapatacak ve mikrofon var mı abla? Mikrofon yanında. Olursunuz. Saygılı reisimiz, saygılı президиум, saygılı milletvekilleri.
Elbette bugün bu nizamnamemiz hakkında ve vatandaşlık hakkında pek çok sözler aytıldı. Ve bu sözlerinin çoğluğu bu meselenin günümüzdeki mühimliğini daha bir kere kayıt etti. Ve bugün bu nizamname hakkında laf etmek gerek, aytmak isteyim. Mutlaka bu nizamnameni bizler bugün de kabul etmek gerekmiz. Çünkü ve vatandaşlık hakkında da aynı bu mesele de böyledir. Yani yakın vakitte bu iki mesele boyunca bizler kesin bir karar var almak gerekmiz. Bugün mına Karasu Bazar bölgesi olsun, bütün Kırım'da adamlar televizyon yanında bakıp bizlerden kesin bir karar var, bizlerden bekliyorlar. Ve bizler bugün boş kovunen evlerimizge kaytmağa hakkımız yoktur. Bu yerge toplandık, bu bir tarihi bir hadisedir ve bugün de kabul olungan kararlarımızda tarihka doğru atılgan bir adım var olmak gerektir. Ve elbette vatandaşlık bu pek mühim mesele. Bugün çok şey aytıldı. Yani vatandaşlık bu aklarga sahip olmak için bir aktır doğrudan doğru. Ve bugün belki de meclis kurultayımız halkımız için bir nasıldır evvelden предварительный deb aytmak isteyim. Böyle bir tavsiyeler verilse belki de halkımız biraz rahatlanır, biraz bir şeyler beklerler. Ve yakın vakitte, çok vakit uzatmadan, mına bir gün olsun, iki gün olsun adliyeci adamlarımız ve bu meseleye daha yakın, daha bilgili insanlar bir araya gelip kesin bir karar var almak gerekmiz. Ama men bilesem, eğer benim şahsi fikrim, eğer Ukrayna pasportundan vazgeçmemek gerekmiz, vaziyet değişebilir ve umut etem bugün Rusya'da olmayacağımızga konumu asıl bu fikrini sığdırıp olamayım. Ve elbette ende bugün olgan vaziyetini kabul etmek gerekmiz. Rusya'nın içindemiz bugün ve elbette birinciden her birimizin şahsi bir durumları var. İş adamlarımız var. Böyle hukuk koruyucu organlarında çalışkan adamlarımız var, deputatlarımız var ve bizler birinciden bu şeylerin elbette herkes özüne böyle bir cevaplar tapmak gerektir. Çok sağ olun. Sağ olun. Vecihi abla buyurunuz da. Buyurunuz Vecihi ablam da ondan sonra bunu kapatacak. Selamun Aleyküm, saygılı cemaat. Sabahtan beri herkesini dinledik. Lakin bazı korkay ki iş yerinden 45 yıl o günde gelenler, prezident olup gelseydin ayak yol temizlemeye takatın yok idi. Niye şimdi o kadar korkaysınız da Rusya'nın ayağın tübünde bütün milleti tüverecek oluyorsunuz? Saygılı cemaat, çok laf etmeyin. Mustafa'ya uyandı. Endi gelecek. Oldu olacak. Bu kadar yıl bekledik. Birkaç gün daha Mustafa'yı bekleyik. O da belki bir haberine gelir. Ukrayna olacağımız mı? Uskutlu olacağımız mı? Onu... Nerede olacak? Ama Rusya'nın pancasının tübünde 45 yıldan beri Türkiye Kırım'da yaşadım. Yaşamaya istemerim. 45 daha yaşamaya istemerim. Ama lakin vakit, zaman ne gösterir? Sağ olunuz baba. Çok sağ olunuz. Sağ olun Vecihi abla. Sizi hürmet edip Ayseres Uskut davasını çıkarmam inşallah. Uskut'ta olayık. Razıyım. Arkadaşlar bu mevzuda müzakere etmeye gerek idi çünkü bizi televizyonda seyreten vatandaşlarımız da gerçekten de görsünler. Bazı yerlerde biz de olar gibi düşüncede. Biz de bazı suallerine cevap vermiyoruz.
bu böyle insanlarımıza kendimizi gösterdiğimiz bu zayıflık değil. Beraberlikte bir durumda olduğumuzu gösteriyor. İşte bu müzakere edildiğin vakitte gösterilen fikirlerin hepsini göz önüne alıp bir iki gün içinde bir kere de böyle tıkaran gen tögerek toplayıp ziyade yürüslerini çağırayık da Kurum Meclisi'ndeki de başka yürüslerine de biz bir iki böyle rekomendasyonlar çıkarmaya tırışayık. Ama bu müzakereden anlaşıldı ve ben bunu şimdi açıklayabilirim bir cümleden. Ukrayna vatandaşlığından birisi çıkmasın diye bizim böyle ricamız. Ukrayna vatandaşlığından birisi çıkmasın. Pasaportları bile kollarınızdan alacak olduğu vakit pasaportlar göğüldü. Yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben Bekir Ağa Mahmutov'unu çağıram. Bu bizim redaksiyon komisyon reisi. Kollarınıza bu leyhanı alınız. Постановление Kurultaya Крымско-Татарского народа bu proyektini alınız. Ve sıra sıra şimdi bakacak. Ve vesikalarınızı hazırlayınız. Kağıtlarımızın yerine getirgence bir fikrim aytmastayım saygılı cemaat. Ben bunu maksus öğrendim ve... Bekir Ağam, bağışlayınız da bir mesele çizeyik de. Şimdi registrasyondan, şimdi de gir bu başlayan son 210 tane, 217 bana şimdi bakınız doğrulatalar. 217 делегатов прошли через регистрацию после обеда. Biz şimdi reylerimizi gösterecek tabi sayacak. O sebepten bizler saygan insanları seçim eteyik de. Bakınız bu tarafta kim? Ernest Mustafayev ve Abdullah var orada. Ben Abdullah John görem. Ernest Mustafayev nerede? Görmeyeyim. Abdullah'ın en eksiniz ana sonki sıranı paylaşınız. Sonki sıranı. Burada Zeynur'u görem, Lenmar görem. Kollarını koterdiler. Lenmar ağa, siz burasını alınız, bana bu 6 tane sıranı. Zeynur, siz o yanına alınız. Zeynur Bey korsunlar sizi. Burada delegatlar yok. Çette yok. Delegatlar bana bu iki sırada oturalar. Merkez sırada ve menden sağ sırada. Tamam. Zeynur Yakubov, Lemmar Yunusov, Ernest Mustafayev ve Abdullah Bekmambetov. Вот вы там поделились. Sayın Reis, Prezidyumunu sen sayarsın Dilaver. Dilaver Bey prezidyumunu sayar. Şimdi buyur dostum. Herkesler rey verecek. Pek kısa özüm fikrim bildireyim. Ben bugün sözge çıkmadım. Mında biraz ağır sözler işletildi. Satqın olmak, satqınlık, kolaborasiya degen sözleri. Men sizge bu meseleni öğrengen insan ayta bilem. Biz başka devletke, başka halka nisbeten satqın olabilmeyimiz. Biz tek birbirimizge nisbeten, milli menfaatımızga nisbeten, milli kafsızlıkın saklamakka nisbeten öyle şekilini, öyle statusunu alabilemiz. Başkalarga, tışka bu şey işletilmeyi. Rusya'da şimdi siyasi, manevi siyasetşinaslık boyunca öyle noktay nazarı var. Ona riayet etken insan General Vlasov satqın olmağın degen hülasaga kelebilir. Oldu. Devam etem. Saygılı dostlar, mında bir 7-8 öyle tüzetüler bu bizim çok mühim kararımız boyunca geldi. Men onların sizge olar boyunca sizge redaksiyon komisyamızın fikrini bildirtme isteyim. Eğer de bazı meseleler boyunca rege gerek olsa koymağa bu meseleni elbette beraberlikte şimdi bu vesikanı sonunacı umut etem getiririz.
Nuribey Beytullah bu demek yerde Kırım anlamı var. Poloostrov. Buyurun. Bekir Ağa biz böyle başlayalım. İsim, teklif yok. Birinci abzat, kimler? Böyle yapayıq. Dokumenti koluna aldık da bana isimden başlayalım. Mında bilesizim. Bu metinge bütün metinge ait olgan meseleler var. Onun için tamam, bizge öyle kolay göründü. Onun için ben böyle cihetten yanaşayım da elbette karar hepinizin gözünüzün önünde olmak gerek ve buna bakınız. Birinci mesele Nuri Bey Beytullah teklif ete nerede Kırım sözü var, o yerde yarmada poloostrov Kırım demegin tarafdarı. Biz saydık bu coğrafik anlam, onun için onu biz Kırım degende bilemiz neni gözde tutamız. Ve biz için bunda hiçbir şube yok. Onun sınırlarını da her şeyini biz bilemiz. Redaksiyon komissiya böyle fikirge geldi. Kırım sözünü olgan gibi kaldırmak. Tamam. Arkadaşlar anlaşıldı. Kırım yarımada aynı Kırım kelime kullanacak. Kırım bu var ki yarımada. Eğer de ayrıca deliller olsa buyurunuz. Biz böyle fikirge geldik. Yok bu gerek mi reyge koymağa? Nuri Bey isteği anlatı vermegen. Ne için? Tamam. Toktağınız. Oldu anlattınız. Nuri Bey dedi ki bütün yerde Kırım yerinde Kırımski poloostrov. Tamam. Var mikrofon yanında Nuri Bey. Mikrofon var. Димат, вот на первой странице, где идет слово «Курултай крымско-татарского народа постановляет», это мое было тоже предложение, последний абзац. Исходя из того, что изменение статуса Крыма было осуществлено без согласия и воли крымско-татарского народа. Изменение статуса не только Крыма, а как они писали, но и Севастополя. Для нас Крым – это и Крым, и Севастополь, и Ялта, и Бахчисарай – все это Крым. Для нас. Но они умышленно поделили на две части. Первое, значит, мое... Sağolunuz, bakınız. Kırım dediği vakit biz bütün Kırım Yarımadası'nı koruyoruz. Akyar da var içinde, diğerleri de var. Şimdi Nuri dostumuz onlarını düşüne. Onlar ikiye bölündüler. Birisi Akyar, birisi Kırım Yarımadası. Bize... Рифат Ага, Баштарс, я не закончил тоже. Нури Бей, я поставлю на голосование. Я не сказал свое предложение еще. Значит, в этой строке изменение статуса Крыма и города Севастополя было произведено без учета мнения нашего. Для нас Крым, я уже повторяю на русском, это весь Крымский полуостров. Это они поделили его на разные статусы. Завтра еще на 15 поделят. Ты будешь 15 их делить? Нет. Arkadaşlar, kim şimdi hazırlamamız vesikalarımızı? Nuri Bey. Bakınız, Nuri Bey, aslında ben bu meseleni aytacak idim. Çünkü bana Talat Ağa da Süleymanov öyle teklif etti bu Akyar meselesinde. Onun için biz geliniz olmasa onu koşup gerek olsa rege koyayıq. Biz de saydık, Akyar'ını da ayrı aytmayıq. Bizim tarihi düşüncemizde, manevi düşüncemizde Kırım bu anda Akyar'da kire, bu yarımada, bu Kırım. Saygılı arkadaşlar, Mere'ye koyacağım. Status Kırım'a dediğimiz vakit biz bunu bütün yarımadan anlayıq ve kim razı? Yok Rıza Bey, eğer mikrofona çık dostum, çık mikrofona, yerinden işitilmeyecek. Крымский полуостров является исторической территорией, и все, этот вопрос
Sağ olunuz. Поддерживаю Bizim başka topraklarımız da var. Oğlum arkadaşlar. Yerinizden öyle kalkmanız, geç kalsanız kendi sekreteriyata söyleyiniz. Arkadaşlar, merege koyacağım. Yeter etti Nuri Bey. Nuri Bey dedi ki, ana bu birinci sayfadaki, что изменение статуса Крыма и Севастополя, Да. Ставить слово и Севастополя. Da. Biz bunda Kırım dediğimiz vakit bütün yarımadanı koruyuk ve kim bu yazılgan gibi kalsın vesikalarımızı koteriniz. Kim razı? Nuri Bey, gördün mü dostum? Saymayıq. Sağ ol. Sağ ol. Kim karşı? Bir, iki, tamam sayınız. Ozunu sayınız. Karşı olan insanları. İki tane burada, dört tane. Bir taraf, vazircalsı. Sayınız. O yandakileri de sayınız. Ne kadar? 2, 4. Yo, yaxşı sayınız ağalar, yaxşı sayınız. Oturmanız yerinizde. 1, 2, 3, 4 görüyorum burada. 4, orada da 4, 8. Oldu. Buyurunuz Bekir Bey. Men Talat ağa, Süleymanov, men onu tap olamam, gözüne böyle bakam. Demek bu mesele de endi düştü, ahyar meselesi de çözüldü. Yok, daha bir teklifim var idi cemaat, bağışlar. Последнее еще. Nuri Bey, Kırım Tatarca, bana hepsi şimdi telefon açıyorlar. Kırım Tatar dilinde. Bana ikinci sayfasında постановляет, birinci madde. Benim teklifim öyle edi, men öyle yazıp bergen edim. Bundan da Rusça yazılgan, Rusça okuyayım. В моем предложении объявить о начале политических и правовых процедур по Biz oraya varmadık da. Tokta da söylesin şimdi. Al yerini. Buyurunuz. Buyurunuz. Devam ediniz. Yok, siz bergen kiyatta mına men başka şeyin görmedim de. Ya da bir kağıt bergen edim men sizge. Bağışlasız. Ey Nuri Bey. Men olmasa hepsini mına bu kağıtka düşürmek gerek edi de. Şimdi oldu, ahyar meselesi de çözüldü. Çözüldü. Oldu. Yaxşı, bu hepsi beraber oldu. Eldar Bey Aliyev teklif etti. Karar alıngan kısımda по созданию национально-территориальной автономии, суверенного государства деп teklif etti. Ve onun da delilleri böyle. Ne kadar çok sorasak o kadar maksadımızga demek son yakınca oluruz. Böyle biraz ticaret prinsipi ortaya koyula, biz razı olmadık bunun. Tamam. Kim kendisi ne yapar mı? Rica etti mi bunu reyge koymaya? Yok, sağ olunuz. Devam etiniz. Milli Hareket veteranı men onu öyle takdim etmesteyim. Dostumuz Sinaver Bey Kadırov bergen ve mında seslendirgen tekliflerinin kısmına razımız. O teklif etti karar kısmında birinci maddeni silmege. Biz redaksiyon komisya öyle fikirge keldik. Bu umumi bir ibare, iddia ve onu kaldırmak gerek. Çünkü ikinci abzat, kararın ikinci abzatı o birinci kısmının yani birinci abzatsının bağda olmakta. Ama Sinaver Bey'in bir pek ciddi teklifi var. O tekrarlana hem ikinci maddede hem müracaat kısmında, обращается деген kısmında o teklif etti. Bakınız böyle demek обеспечение права крымско-татарского народа на самоопределение, dikkat etiniz, в форме национально-территориальной автономии. Mana bu, deyik, üç sözünü o alıp taşlamağa teklif etti. Ve aynı bu ibare rastgele aşağıdan ikinci satır forme nasyonalno-territorialne avtonomiya deb tekrar olmakta. Biz müzakere ettik ve hepimiz
razı olduk. Teklif ettiğimiz bu ibareni alıp taşlamaga ve olacak bunun demek. По вопросам обеспечения права крымско-татарского народа на самоопределение на своей исторической территории в Крыму. Ya birinci maddede nasıl kalacak mı? Birinci maddede kalacak mı? Yok. Hani oku nasıl olacak? Постановляется. Oku bakayım nasıl olacak? Поручить Меджлису крымско-татарского... Yok. Birinci maddeni oku. Birinci maddeni oku. Birinci maddeni. Обеспечить. Oku onu. Объявить о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму. Burada kalsın. Bu kala. Tamam. Olğanı gibi, men onu ayttım. Aha. Tek karar kısmının ikinci maddesinde ve müracaat kısmının mına bu, anda bir madde, o yerde forme nasyonal-territorial avtonomi degen ibareni silmek, kısaltmak. O zaman böyle olacak. Поручить Меджлису крымско-татарского народа войти в отношения с международными организациями ООН, Совет Европы, ЕС, ОБСЕ, ОИС, парламентами и правительствами государств по всем вопросам обеспечения права крымско-татарского народа на самоопределение на своей исторической территории в Крыму. Burada olabilir. Böyle teklif oluna. Ve daha, şimdi ben bitirmedim senin teklifin boyunca. Dostum. Ve sen öyle bir anda sızgansın, netkensin. Birinci sınıf talebesi gibi. O teklif eti bu müracaat kısmını asıl da alıp taşlamaga, lakin biz buna ne diyeyim, kol tutmadık. Tamam. Oldu. Sinaver Bey. Sizin teklif... Sinaver Bey, bağışlayınız dostum. Delegat olarak diğerlerini de dinleyik de sizin tekliflerinizi baktılar. Redaksiyonel komisya söyledi. Bağışla bekim ben bağışlayınız. Ben redaksiyon komisyanın reisini dinleyeyim. Teklifler nasıl dedi? Şimdi diskusya yapayım mı? Tamam, buyurunuz. Buyurunuz Sinaver Bey. Buyurunuz mikrofonga. Dostum gel bana korseteyim sana senin teklifini. Bir dakika. Ben birinci maddeni aslında alıp taşlayıp dedik. O doğru. Ya ben onu ayttım. Şimdi. İkincisinde sen doğru ayttın. Forme nasyonal territorialne avtonomiya alıp taşlayıp çünkü prosesi nasıl çözülür o belli. Üçüncüsün aslında alıp taşlayıp dedik. Endi. Sen diyorsun ki ben niçin aytkan edim birincisin aslında alıp taşlayıp niçin degende o birinci taraftan o böyle umumi ama ikinci taraftan o fırsat beri pazar ertesinden başlap mecliske münakaşada bulunma tamam degende tanılmagan Respublikanın öz münakaşanın albarma. Bunda bu mesele yok. Bununla anlaşıla Sinaver Bey ısrarlık yapa ve rege koyma. Ben öyle anladım. Tamam. Ama sen aytkan şeylerin ben seslendirdim bunda. Bekir Ağa, bağışlayınız. Siz söylediğiniz Sinaver Bey'in birinci teklifini ve dediniz siz razı olmadınız. Olmadık. Tamam, Sinaver dedi, benim teklifimi başka türlü anlattılar dedi ki aynı şunu söyledi. Biz birinci maddeni kaldırdık. Объявить о начале политических правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории Крыму. Точка. İkinci maddede bağışlayınız. Toktağınız. Siz mi ayttınız bu maddeye gelmedik. Bana geldik. Endi benim teklifim dinlesin. Nuri Bey. Tik arancık hürmet ettiniz de reisini ben daha bitirmedim. İkinci maddede forme nasyonal territorial avtonomi bu sözlerini biz çıkardık. Üçüncü bu kurultay Krımsarskı Narodu обращается, ben автор olarak bunu kaldırmasını rica ettim. Endi siz söyleyiniz Nuri Bey. Benim teklifim öyleydi. Bana bu birinci madde, kararlı madde, böyle yazılsın deyip. Постановляет, первое, объявить о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на территории Крымского полуострова. Вот мое было предложение. Tamam, Nuri Bey'in teklifine razı olanları vesikalarınızı koteriniz. Kim razı? Buyurunuz. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz Nuri Bey. Sağ olun. Oldu. Siz de sağ olunuz. Daha nasıl buyurunuz?
Evet, bu regi koyulmayacak mı? Sinaveriniz. Tamam, yok daha var mı sizde umumi? Var. Söyleyiniz, devam etiniz. Bu Eskender Bariyev'in mında ona çıkışını işittiniz, ona teklifleri ayrı bir vesikalarına da bağlı ve o son teklif etti bazı maddelerini кірсетмеге. Мына были теклифы. Обращаемся к ООН и другим международным организациям, немедленно организовать международную конференцию с целью обсуждения и реализации естественных прав крымско-татарского народа, предусмотренных международными актами о правах коренных народов, обеспечить свободное волеизъявление на осуществление крымско-татарским народом неотъемлемого права на самоопределение на своей исторической территории Крым. Anladыңыз, bu tanış endi. Bu madde aslında var ama mında prinsipal mesele koyula, halkara konferensiyanı yapma. Mında delegat Ali Bey Hamzin çıkanda ayıttı forum için. Ve biz hepimiz bilemiz endi kaç yıldan beri şu forum yönelişte çalışamız ve Ali Bey aytkanına göre tamamına bu biz müzakere etken meseleler şu forumga çıkarılsın deyip. Yani hem forum hem halkara konferensiya deyip biz o şeyini ayırmayıq. Forum redaksiyon komissiyanın fikri budur. Sağ olunuz, sağ olunuz. Ağalar, biz yeniden diskusiya yapmayıq. Ben açtı reygi koyacağım. Saygılı arkadaşlar, teklif oldu, komissiya baktı. Şimdi bu Eskender Bariyev'in teklifi bizde ikinci madde. Поручить Меджлису крымско-татарского народа войти в отношения с международными, и я не буду читать дальше, по всем вопросам обеспечения права крымско-татарского народа на самоопределение на своей исторической территории. Biz her bir şeyini incelemedik. Referandumlar olabilir, konferensiyalar olabilir, tögerek masalar olabilir, iki uç taraflı anlaşmalar olabilir. O sebepten Allah göstermesin. Bunda bana başka şey de söylüyorlar. Olabilir, her bir şey olabilir. O sebepten biz bunları incelemeyiz. Onun için ben rica ettim. Eskender Bariyev'in teklifini bunda gidirmemek. O sebepten ben şimdi reyge koyacağım. Кто за то? Kim? Eskender Bariyev'in maddesini bu leyhaga koşmağa vesikalarınızı koteriniz. Kim razı? Sayınız. Da bir şeyin aytmasdayım. Biz öyle fikirge keldik ki meclisin toplaşığı mına bir ayın içinde 11 kere oldu. Kurultay da olacak. Daha vesikalar kabul olunacak. Onun için ben aytmasdayım. Bekir Ağa, saydıkları vakit konuşmanız. Tamam, ne kadar oldu? 4 burada? 9 oldu. Hepsi oldu 9. David Galasov. Tamam. Şimdi başından başlayık mı madde? Tez olayık da. Vakit gitti. Daha bir teklif eder. Yok, daha umumi. Tamam, söyle. Misal için hatırlaysınız, ben geldim endi Riza Bey Şefkiyev'in teklifine. O teklif etti. Milli Meclis kabul etken müracaatının 10 maddesini bu bilmeyeyim o matbuatta basıldı, asıldı. Olarını bu 10 maddeni kirsetmege bizim bugünkü kararımızga. Biz öğrendik, mında saydık bir 3 maddesi tekrar ola, da 2 maddesi o yani manası yakın, kalan maddeleri o kıymet kesili açıktan açık olup olayatkan vakıyalarga. Misal için решительно осуждаем акт агрессии ilahri. Bunlar hepsi, biz öyle fikirge geldik, bunlar hepsi meclisin kararında kaydedildi. O vaktka çok has ve ait oldu. Onlar şimdi dünyaya seslendirildi ve biz çalışayık yanı vesikalar üzerinde. Arkadaşlar, Riza Şevkiyev, siz ne yapacaksınız mı eğer? Rica ettim, kaldırınız onu. Saygılı arkadaşlar, dinlediniz Şevket Riza Şevkiyev'in fikrini. Ben de size Demirel'e çıktığım vakit anlattım. Neden bizim bu leyhamızda kuru Kırım Tatar milletin akları var. Endi olar söylesinler. Ukrayna, Rusya,
Birleşmiş Milletler diğerleri. Ve anlattım neden Ukrayna genel asambleyede Birleşmiş Milletler'de kendisi hazırlayan lehana Rusya'nın bir sözünü koşmadı. Çünkü sesleri kazanmak için. Rege koyam. Kim Rıza Şevkiyev'in teklifine kol tuta vesikalarımızı kotarımız, sayımız. Sayımız. Yedi, 11, 18 yapa. 9, 18 ve 9, 27 yapa. Geçmedi bu. Tamam, buyurunuz. Altıncı teklif boyunca bu endi konkret biz netikte yakınlık böyle bakınız bu endi konkret ama men kelimiz buna kararga ikinci madde kararda rica ettim bakınız поручить Меджлису крымско-татарского народа Enver Ağa Kurtiyev teklif etti böyle ibare kırsetmege. Разработать базовые принципы формирования органов государственной власти в Крыму и на основе этих базовых принципов войти bu yerde bu söz ende var ve uyağı ende metin boyunca. Mına böyle ibare kırsetmege teklif etti. Biz böyle kulasa kerdik. Birinciden bu biraz başka mevzu. İkinciden bunu bu bazı prensiplerini olgan anlatmak gerek. Ve eğer de hatırlasanız meclis azaları biz böyle prensipler hakkında bir söz yürütken edik ve onların bir tavsiye etkendik ama matbuatta basılmadı. Eğer de bir müzakereler başlansa nasıl bir seviyelerde. Onun için bu sebeplerine göre biz teklif ettiğimiz bu ibareni reddetmeye. Ne var Enver Bey? Toktağımız. Siz teklifinizi verdiniz. Bu redaksiyon komisyonunun nesime regi koyacağım. Ya siz verdiniz de teklifinizi. Daha ne edeceksiniz? Toktağınız, bekleyiniz. İki laf edeceğim. Bu hakkında. Ağalar, sizden teklif geldi. Öyle olmaz ya. Redaksiyon komisyonu. Ben anlatmaya isteyeyim. Buyurunuz. Buyurunuz. Saygılı milletvekilleri. Bunda bir incelikler var. Şimdi misal için meclis reisi bize hepsimize aitsa ve biz de emin olayık. Misal için bana bu войти в отношения с парламентом, с правительством и так далее, bu mevzu yarın değil, bana pazar ertesi günü sizin hakkınız olacak mı bu Aksionov'un hükümetine kirip, müzakere edip ve bizim vatandaşların anda kirip çalışacak. Yok. Bunda yazılmamış. Parlament pravisi o ayrı, o meseleni biz ayrı bakacak bugün, bundan sonra. Sağ olun. Sağ olunuz. RG koyunuz, ben bundan tamam. vazgeçmedim. Sağ olunuz. Siz tamam. Kim bu Enver Kurtiyev'in teklifine разработать, а потом поручить Меджлису, kim bunu koşmasına razı vesikalarımızı koteriniz. Kim razı? Sayınız, buyurunuz. Bir, sıfır, bu yanda ne kadar? 9, 1, 9, 10 yaptı. Sağ olunuz. Daha Bekir Ağa buyurunuz. 7. teklifke geldik. Bunu müellifi İbrahim Bey, bağışlarsız, Rustem Bey İbrahimov. O teklif ete karar kabul olungan, karar etken kısmında anda 2 madde var. 3. maddeyi kirsetmege. Mına böyle madde. Любые достигнутые договоренности или подписанные документы, принятые между Меджлисом крымско-татарского народа, правительствами других государств, международными организациями, касаемо вопросов обеспечения права крымско-татарского народа на самоопределение на своей исторической родине в Крыму, подлежат утверждению постановлением Курултая крымско-татарского народа. Bu kısım kirsetilmesine biz büyük bir mania görmeyimiz aslında. Onun için mında kurultay delegatların seçimine kaldıramız bu meseleyi. Saygılı delegatlar, ben böyle dokumenti
kendimizin, milletimizin aklarını böyle kurmağa birinci adım yapan dokumentlerine ve mecliske buyruk bergen dokumentlerine aman böyle madde gidirip de bunun böyle imajını düşürmesi ben böyle akıl vermez edim. Çünkü burada anlaşıldı ki meclis eğer böyle adımlar yapmış olsa hiçbir adım kurultaysız olmayacak. Bu şimdi Rusya gibi masla maslinaya. Bu vaktecek o zaman her bir adımımızı böyle yazmaya gerek. Bir türlü buyruk verdik mecliske. Kurultayda bakılsın. Войти в отношения. Здесь что есть? Подписать. Что здесь есть? Заключить. Böyle şeyler yoktur bunda. Onun için ben size rica ettim. Ben aslında düşünem ki ben öyle koruyorum. Yakın zamanlarda biz elinde haftada bir kere toplanacak. Öyle koruyorum ama gerçekten de. O zaman bile yazmayız şimdi. Ama eğer bu after RG koyunuz desem RG koyacağım. After kimdir? Rustem İbrahimov. Koyayık mı RG? Koyayık. Kim bu teklifke razı vesikalarımızı koterimiz? Buyurunuz. Sayımız. Ne kadar? Ne kadar? 4. 4, 6, 10. Buyurunuz. Düzeltüler, öyle prinsipal düzeltüler bitti. Yok, daha teklif var idi. Men bilmeyen için siz okumadınız. Anda teklif edi. Организация Объединенных Наций рассмотреть в российско-украинском конфликте коренной крымско-татарский народ третьей стороной. O var idi öyle şey. İkinci sual. Men söyleyen edim ayrı müracaatlarını kabul etmek gerek Kurultay adından. Или в крайнем случае тогда Kurultay adından поручить Meclis'u принять эти обращения. Saygılı arkadaşlar, burada bu dokumentke böyle bir fikirde madde girilecek olsa bu dokumentin bütün aslı kıymeti gereği yok. Biz burada Kırım Tatar milletin aklını tiklemek için birinci adımlarını ilan edeyiz. Biz burada bütün yapacak adımlarımızda gerekli bütün taraflarını gösterdik. Ukrayna'da onun içine kere правительство, parlamenti, государств ve İskender Bey bize şu arada başka bir madde teklif etti ama teklif ettiğini mereyge koyacağım. Yazıklar olsun İskender Bey bizlerinin çalışmadığına. Да, большая просьба на Меджлис приезжать, Эскендер. Ben koyacağım mereyge. Kim bu teklif... Tamam. İskender Bey, ben açıklamayayım her bir şeyini kurultayda da, yanıma gelirsin de bir laf ederek son mecliste bakarız. Meclis azası olarak da haftanın seni görmediğim, vardığın yerlerde de haberim olmadığım da ben seni aradığımı ben kabul etmeyeyim kadı. Kim bu İskender Bey teklif etken maddeni bu dokumentke koşmağa vesikalarınızı koterimiz. Kim razı? Чтобы мы были третьей стороной, мы субъектом должны быть, а не объектом этого процесса. 2, 8, 10 oldu. 10, sağ olmuş. Oldu. Esas olarak kabul etme teklif oldu. Tamam. Arkadaşlar bütün gösterilen... tamam, adımız? Визир Люманов. Башларцев, вот здесь такой вопрос у меня возник. Мы вот уполномачиваем Меджлис, он и так уполномочен говорить от имени народа. Но я бы вообще еще внес бы сюда такой пункт по дать полные полномочия Мустафа Джамилеву как делегату Курултая, чтобы он говорил на международных всех вот этих. Çok sağ olunuz. Он не является членом Меджлиса Крымского татарского. Sağ olunuz kadı. Böyle kararımız kurultayda alındı. Ve Kırım Tatar Milli Kurultay tarafından Mustafa Ağamızın vazifesi var ve sağ olsun bu vazifesinin yerini yaxşı getireyim. O zaman saygılı arkadaşlar vesikalarınızı hazırlayınız. Refat Bey, mümkün olsa yine de aylanayıq bu Ağyar meselesi hakkında. Çünkü eydi biz öyle düşünük Kırım, bütün Kırım Tatarlarını vetanı dep hesaplasaq. Ama bütün dokumentlerde
deseng Ukraynanın dokumenti, deseng mana şunda Rossiyada kabul etken dokumentleri, anda iki subjekt federasyası var. Sağ olun. Ahyarnen Kırım. Sağ olunuz. Ağalar. Onun için bizge de göstermek gerek. Sonra Sağ- aytırlar, yok. Buna Kırım var, Ahyar o отдельный subjekt federasyası. Bu dokumentke göre Talat ağa, bu dokumentke göre bizler Kırım kelimesini bütün Kırım yarım adamızga kullanıyık ve olar göstergenlerini biz kozogne almayık. Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatar Milli Kurultayı ne Akyarını ayrı göre, ne Sudakını, ne Orkapını. Kurultayımız bütün Kırım'dan ve diğer vilayetlerdeki gösterilgen saylana ve ilahire. Saygılı arkadaşlar, biz bunu çözdük bir kere. Onun için bunda bir türlü şüpheniz olmasın. Akyar bunun içinde. Biz onların oyunlarına oynamayız. O sebepten ben reyge koyacağım şimdi. Kim bu dokumentini kabul etmesine постановление Курултая крымско-татарского народа о реализации крымско-татарским народом право на самоопределение на своей исторической территории в Крыму. Kim bundan razı, bütün bu olğan denişmelerinden vesikalarınızı kotardık diyeyim. Kim razı? Saygılı arkadaşlar, kendiniz bakınız, bunda saymaya da gerekmey. Sağ olunuz. Kim karşı? Kim karşı? Karşı yok. Bir tane karşı. Kim bir taraf? Воздержался. 1, 2, 3, 1, 4. 4. Çok sağ olunuz. Bekir Ağa daha buyurmuş, daha nasıl neler var? Saygılı arkadaşlar, bizde daha... Bugün sabah her bir delegatқа birkaç vesikalar berildi. Mana bu biz şimdi müzakere etip kabul etken karar. 6. bizim kurultayımızın teftiş komisyonunun müracaatı ve daha bir karar. Arkadaşlar çok dikkat olunuz. Çok mühim mesele bu da. Dikkat olunuz. Rica etem onu da kolunuzga alsanız da. Çünkü ben onu okumayacağım. Ve hiçbir delil getirmeyeceğim. Deliller onun içinde. Ben tek isterim 17 yıldan son bu meselenin tarihini hatırlatma. Nasıl ona nispeten kurultay, onun için ben sorayım 3 dakika. Buyurunuz. Bu leyhanın adı milletimizin adının tarihi hakikat, manevi uygunluk ve siyasi zaruriyetke muvafık olması, yani kadimi şeklini tiklemesi hakkında. Mustafa Ağa'nın Federальный союз европейских национальных меньшинств деген teşkilat var. Perşak'ta, Австрияда 97 senesi Mayıs'ta o çıkış yaptı ve iki cümle. Название нашего народа, крымские татары, Тырнах-Ичне, вводит многих людей в заблуждение, и они представляют нас лишь как прямых потомков татаро-монголов, вторгшихся в Крым в начале XIII века. На самом же деле, это народ, который сформировался на территории Крымского полуострова. Bundan başlap, 3. Milli Kurultay'ın nevbetten tış sesiyasında 21. dekabrde, Milli Meclisi'nin 99 senesi 2. fevralde toplaşımında, 3. Milli Kurultay'ın 2. sesiyasında, bu 99 senesi 1. 2. oktyabr,
Ve 3. Milli Kurultay'ın 4. sesiyasında 2001 senesi 5. yanvarda bu mesele bakılgan edi. Şu cümleden Milli Meclis'in bu yukarıda aytkan toplaşığında о создании комиссии по изучению вопроса уточнения самоназвания крымско-татарского народа adlı kararda kabul olungan edi. Bu münasebet ile onun sebebi da olganlar arasında daha bir vesika. Ben tek citatalar getireceğim, hiçbir izahat yok. Постановление ЦК КПСС о восстановлении национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, чеченского и ингушского народов 24 ноября 1956 года совершенно секретно. 6. madde, tek onu okuyacağım. Признать нецелесообразным предоставление национальной автономии татарам, ранее проживавшим в Крыму, имея в виду, что бывшая Крымская ССР не была автономией только татар, а представляла из себя многонациональную республику, в которой татары составляли менее 1/5 части всего населения. İkincisi, в составе РСФСР имеется татарское национальное образование, татарское объединение, татарская АССР, а также то, что в настоящее время территория Крыма является областью Украинской ССР. Вместе с тем, учитывая стремление части татар, ранее проживавших в Крыму, к национальному объединению, разъяснить, что все, кто пожелает, имеет право переселиться на территорию Татарской АССР. Обязать Совет министров Татарской АССР и Татарский обком КПСС оказать необходимую помощь в хозяйственном и трудовом устройстве татарскому населению, которое будет пребывать на постоянное место жительства в республику. Ve tarihçiler bilirler, 57 senenin başında bizim belli erbabımız Ablekim Gafarov o yerge yolanla ve 1,5 yıl tahminen devamında o yerde Sovmin reisinin muavini olup çalışmakta. O çalıştı. Bu citata alındı, menbalar var, işanınız birkaç kitaplarda bu vesika getirilmekte. Ve da küçük bir şey, 2005 senesi 11. iyun'de Kırım Milli Hareket'in teşkilatı, bunda vekilleri otura, o teşkilattan saylangan, yani OKN'de, onun 8. kurultayında milletinin adı, vatanımızın adının bir şekilde olmalı adlı degen rezolüsyon kabul etti. Ve bugün bana siz gördünüz, o papkanızda var, teftiş komisyamız da sizge müracaat ile bulundu. Ben sizge verecek malumatım bu edi. Ben başka hiçbir delil getirmeyeyim ve ben teklif ettim saygılı reis, bunu müzakere etmeyip rege koyamız. Eğer de geçmese demek bu müzakereler matbuatta devam edecek ve demek bunun taraftarları çalışmaların devam edecekler. Ama mikrofonga sorayanlar var da ben Emine Hanım tamam. Eğer müzakere etmeyi istiyorsunuz öyle mi? Ama çok kısadan olsun. Birer dakika da. Emine Hanım abayım. Emine Hanım sonra. Çok sağ olunuz Rifat Bey. Hürmetli Bekir ağamız, hürmetli Ali Bey, siz bugün elbette bugünkü sesiyada kötülegen meseleniz, sualiniz çok mühim. Çok mühim bizim halkımızga. Ama ben eminim ki bugünkü sesiyada bu mesele rege koyulmasa da olabilir. Çünkü benim bir teklifim var. Bu sualin rege koymak için ve müzakere yapmak için başka sesiyalarımızda, kurultayım sesiyamızda menimce gerek olacak birkaç ilmi konferensiyаны alıp barmağa ve bu meseleni biraz seslendirtmege, popülerizировать и надать информацию. Çünkü böyle çok mühim mesele bizim halkımız için Kırım Tatar halkı olsun ya da siz davet etkeniniz adlı olsun, oğa zaman vakit gerektir. Tek bütün dünyaya değil, bizim kurultay vekillerimizge birinciden ve bizim halklarımızga. Çok sağ olunuz. Çok sağ olun. Bir cümle. Biz dinleyelim. Bu meseleni ilk sefer İsmail Gasparalı koygan edi. Bekir Bey, sen yazın ver de hepsini söylersin. Remzi Bey buyurunuz. Sağ olun hürmetli vatandaşlar, bu mesele hakikaten da çok mühim. Men belesem bunday bek mühim meseleler o her bir Kırım Tatarın o'zun bir niyeti var. Biz şimdi bu vesikani kabul etsek
o mınau keçilgen referendumlarga oşap ketmezim biraz. Biz men bellasam o meseleni Kırım Tatar referendumuna çıkarmak gerek. Kırım Tatar halkın referendumuna çıkarmak gerek. Sağ olun. Sağ olunuz. Buyurunuz siz. Selam aleyküm. Esat Batalov, Kerç. Menimce elbette bu bek mühim mesele ama şunga vaqtlarda terangay ertece bu meseleni ko'tarmege. Bu mesele bizim halkımızı bolecek menimce şundıgı. Bir-birini qarab, bir-birini barmağını ko'rsatib aytarmiz. Sen kimsin? Kırım Tatarsınmı? Kırımlısınmı? Terangay ertece. Bu meseleni terangay sonraçı qarayıq da bu apeteyikte. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Repataga ama kışırmağınız. Kırımım ben Kırımım. Bana Tatar demeyiniz. Doğmuş ana yurtuma beni yaban etmeyiniz. Bu söz Tatar sözü bize ana vatanımıza yaban insanlar etti. Onun için sağ ben olunuz, sağ olunuz. Kırım olmak gerekmiyor. Sağ olunuz. Kırım'da doğan milletim. Edem Bey buyur. Son Seyit Hasan Ağa. Rifat Ağa, çok hürmet edeyim. Ama böyle sözler de var. Tatarxanda deb kim so'radi, men barmın degan. Bunu unutmayıq. Çünkü tarixte Tatar etip geleyik. Kırım Tatarımız. Bunu eğer buraya baksak, Ruslar var, Rusini var. Onlar da yakın desek olacak. Ama bu başka milletler, bütün dünya tanıyor. Bütün dünyada böyle Kırım Tatar kim olganı ve İtil Daryanın etrafında yaşayan Tatarlar. Onun için Mehmet Niyazi'nin de sözlerini unutmayaq. Çünkü bizim vatandaşımız birinci kurultayda o da bir iş yapkan idi, iştirak yapkan idi. Bütün milletimizi toplagan idi. Ve sonki sözlerini Tatarxanda deb sorarman mezarlıktan, almasam yaxşı cevap akçılarman de geldi. Unutmayaq bunu. Sağ olunuz, sağ olunuz. Seyit Hasan Ağa ama bakınız. Çok devam etmeyek de çünkü anlaşıldı. Bazıları değiller erte bugün olmasın ama hepsi mühim değiller. Konferansa geçirerek bir şey deyik. Onun için çok sıra almanız. Seyit Hasan Ağa buyurunuz. Aziz delegatlar, hakikatta bek aktüel şey, bakılacak şey. Bu şeyden Azerbaycanlılar da taşladı, onlar da Tatar idi, Özbekler de Tatar idi, Temurlang o da Tatarski voş idi. Bu şeylerin biz geçten erte taşlamadık. Avtonomiyamız olganda. Şimdi eğer diyeyim biz bunu başlasak, yarısı Tatar almagan soyu, Kırımlı algan soyu böyle olup daha da parçalanmayık. Avtonomiyamız dizilsin, bunu başta bir ayakta durayık, o meseleni birlik beraberlikte çözerimiz. Ben böyle fikirdeyim. Sağ olun, çok sıra almanız da. Sağ olun. Saygılı delegatlar, misafirler. Bu pek birinci adımlarımızda Kırım'da bunu bakmak da çözmek gerekedi. Bu nasıl şeydir? Bugüne kadar iki Tatar devleti olmayacak bu regionda. Her vakit ayak dibine kalacağımız ya da Kırımskaya, Afşinna, Tatarskaya dediler. İşitmediniz mi? Ana o gelgen misafirlerden. Sağ olun ama kaçırmayın. Aşın. Türk milletin parçasıyım. Ben ne Mongol ne Tatar. Ben bu yerli Kırımlıyım. Kırım derim. Kim sorar? Sağ olun. Çok sağ olunuz. Şirin bir akşam olacak korune. Buyurunuz siz ama çok uzatmayın. Buyurunuz. Selamun aleyküm. Endi men mına şunçuk bizim kurultayımız öte. Bizim halkımız televizorda hepsiler qaraylar boğa. Özleri başında şunday işleri көп oldu. Bu gражданlık, iş meselesi, başka meselesi. Ki bu meseleni de koşayağım olarga. Koyun şunu etmeyik bugün. Sağ olunuz. Ekrem Abdülvahap. Hürmetli reis, hürmetli delegatlar. Toktağınız, sizler delegatlar mı onda sıra alasınız? Evet, hepsi delegatlar kuru sıra alsınlar da. Tamam. Yok sizi bilem, evet. Buyurunuz Ekrem Bey. Hürmetli vekiller, ben dün toplaşuvda katnaştım İslam Terik köyünde. 100'den ziyade adam var idi ve o adamlardan soradım. Yasak ettiler, biz bugün gece Kırım Tatar olduk, Kırım Tatar olayık. Bu mesele bugün oluyor
Но düşünmek gerek. Men de razım referandumga koyayık ve referandum aletsin. Sağ olunuz. Recep Bey buyurunuz. Saygılı kurultay vekilleri, men seyredin bu apansından da çıktı bu mesele. Onun için bugün vazgeçiyoruz bu meseleden çünkü pek ciddi mesele. Çünkü Kırım Tatar Hanlığı hiç zaman olmadı. Kırım Tatar Muhtar Devleti hiç zaman olmadı. Bizim Kırım Milli Hareket Teşkilatı o'zi kararını aldı. Biz teşkilat azaları Kırımlarımız. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Arsen ağamız Alçık'ı buyurunuz. Men үшін хронология bu құрылтайларын ақылма яқшы жоқ. Bu mesele көтерілгенді ve құрылтай президиумына imzalarla bu meselenin bakmağa teklif edilgendi. O vakitte karar kabul edildi. Bu şeyini құрылтай kabul edip olmay. Ne için degende alimler, böyle gelişken adamlar, bununla uğraşan tarihçiler, etnograflar hepsi toplansınlar, geçirsinler plenumlar, simpoziumlar, konferensiyalar. Anda baksınlar da bir karar çıkarsınlar. Onlara esaslanıp son böyle olğanca bu meselenin tarihi. Şefika Hanım buyurunuz. Şefika Abdurrahmanova delegat. Dehşetli şeyler ama 230 yıl evvelisi bizim milletimiz öz hanlığının, Kırım hanlığının beraber öz milli adını da coydu. Çar Rusya'da bizni adlandıraydılar Ruslar, Rus Müslümanları ve Gasprinski'nin eserlerinde biz de böyle bir anılamız Rus Müslümanları olarak. Ve haçan 20. asırın başında böyle bir tehlikeye geldik, milli adımızı joyacak. Noman Çelebi Cihanlar, Bekir Çobanzade, Cefer Seydamet ve ilahriler, onlar bizimi gayrıdan kötürdüler Tatar degen adını. Yok, şimdiki vaziyet denişi ve men böyle bir fikirdeyim. Kırımlı da degen adının bizim namımızdan onun bir sağlam fikri var. Çünkü Kırımlı degende biz aytamız lokal surette, Kırım dairede. Tatar degende bu Tatarlık, bu boyuk Türkçülük. Demek biz bu boyuk, bu degen bir gıdakıdır. Ve şimdiki zaman evet bu mesele pek mühim. Siz deniz ki bugün mühim, bugün koyak regi koymayık o kadarlık. Ama konferansiyadan sonra. Aziz Bey buyurunuz. Buyurunuz Aziz Bey. Assalamu alaikum saygılı vatandaşlar. Ben de bu meseleye bir söz aytmak isteyeyim. Şimdi vaziyet bu ki biz şimdi bu müracaat aldık, verdik mecliske bizim Kırım Tatar adından söylemege çeşit türlü organizasyonlardan, tüzümlerden ve devletlerden. Demek bugün laf etip başlaganda, men bilesem Kırımlar dep laf etip başlasa, o vaxtda bizni başlarda tanımaga. Çünkü bugün bu Kırım Tatar dep tanılsa Rusya tarafından. Demek yarın bu meseleye kaytması kıyınca olar. Onun için bugün karar almak gerek. Arkadaşlar oldu. Endi kurultay delegatlar, ağalar. Kurultay. Saygılı cemaat. Milletin bugün ece adı yok. Kıçırmağınız. Kıçırmayın. Böyle şeyler olur mu lan? Bugün ece biz devletçilik sorayımız, milletin adı yok. Sağ olunuz. Öyle şey olur mu? Sağ olunuz. Ama kıçırmağınız. Milletin adı yoktur size, mende var millet. Millet de var, adı da var. İsteseniz başka adını da verebiliriz. Buyurunuz Ruslan Bey. Hürmetli kurultay vekilleri. Ben misafirlerge bir kere de rica ettim. Misafirlerge beni de gör. Kurultayını hürmet etiniz. Kurultayını hürmet etiniz. Yarın siz bizimle olursunuz. Buyurunuz Ruslan Bey. Hürmetli kurultay vekilleri, ben sizinle bir şey kaytarmak isteyeyim. Bekir Efendimiz anlattırganda ayıttı. Neçindir ki 56. yılı herkesge özünün delilçelerini kaytarganda bizge kaytarmadılar. Ve manaların getirdi. Ana manaların koz aldığınızı alınız da endi sonra düşününüz. Kiminiz bizler? Sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Bekir Ağa ne yapayım şimdi? Aktem şey gözü. Tamam Aktem senden bitireyik de dostum. Men Kırım Tatarımın. Ama men Krimçani değilim. Tamam o başka. Başta bir Kırım Tatarlar o'zi çıkışlarında ya da bir yerde söylengende Krimçani demesinler. Oldu. Men de Krimçanin değilim ve bir vakit olmayacağım. Eğer de siz mında isteseniz açmaga lingvistik
dava, men sizge onu 2 sekund Bekir içinde ağa. anlatırım. Aktem Bey söylediği başka. Kırım Tatarları Rusça konuştukları vakit Krimçana kelimeni konuşmasınlar diyorlar. Saygılı, Evet. saygılı dostlar. Yo, işte söyledi. Bir dakika, bir cümle bitti ve uyakende prezidium ne karar alsa alsın. Tamam, Bekir Ağa. Çoktan bu laflar kite Krimçanin değil, Bekir ağa. onlar değiller. Bağışla. Aktem Bey. Televizyonda hepsi. Tamam. Hepsini söylediğiniz vakit düşündünüz de birbirinizden son diskusya yapmamız. Saygılı arkadaşlar, ben reis olarak ve kurultayını alıp varıcı olarak korem ki ben reyge koyabilirim. Eğer bu afterlar buna koy deseler. Ama korem ki bu mevzu mevzunun önemliliği saklana. Ve gelecekte ille bu meselelerini bakmaya gerek olacak. Gerek masalardan ille bir kere kurultayda bir nokta koymaya gerek olacak. Ama şimdi değil bu çıkışlardan sonra ben tıkaran düşünüp kaldım. Bekir Ağa nasıl söyleseniz öyle yaparım. Koyunuz regi deseniz koyacağım regi. Nasıl? Tamam. Ben bilesizim neden sakınım. Aktem Bey, onlar Krimçani Tamam. olgandan değil, onlar diler, мы krımski narod degenden. Ve siz bilesiniz, şimdi nerede bu meseleler çözüle, neden gelip çıktı? Что, оказывается, здесь имеет право на самоопределение. Siz o laflarını işittiniz, ben Tamam. onun muhalifini aytmayayım. Bekir Çünkü ağa. bunda krımski narod degen laf çıka. Ve bizden ne vatanımızın adını çekip aldılar. Tamam, sayacak insanlar razı olsunlar. Ben Bekir Ağa teslim etken leyhanı reyge koyam ve bu leyhanın ismi 6. Kırım Milli Kurultayı'nın milletimiz adının tarihi hakikat, manevi uygunluk ve siyasi zaruriyetke muvafık olması, yani kadimi şeklini tiklemesi hakkında karar. Bu leyhanı merege koyam, kim kol tuta vesikalarınızı koteriniz. Kim razı? Sayınız. Sayınız, kışırmağınız. Misafirler. Bazı misafirlerini sekreteriyat dikkat olsun da gelecek kurultayda belki daha başkalarını davet ederiz. Sekiz. 26. 26. 15. 8, 26 yapa ne kadar? 34 ve 15 yapa 49. Doğru saydım mı? Prezidyumda ne kadar? 3. 49 ve 3 yapa 52. 52 geçmedi. Karar kabul edilmedi. Saygılı... Refat Ağa, mümkün mü? Refat Ağa. Yo, mümkün değil. Başka dilerimiz var. Oldu. Karar... Abdullah Bey, programımız var. Saygılı kurultay vekilleri, dikkatinizi isteyeyim. Anladım ki bu mevzu hepsini iyice canlandırdı. Ama dikkatinizi isteyeyim çünkü devam etmeye gerek. Yoksa siz unuttunuz, dışarıda ne var? Sokaklarda kimler var? Ne şimdi o kadar birbirinize çalışmaya vermeysiniz? Misafirlerimiz tıkaran yorulmuş olsalar başka yerde de olabilirsiniz. Saygılı kurultay vekilleri, böyle tebrik bir telegrama geldi elektron şeklinde. Kırım Tatarlarına milli devlet, Tatar halkının milli meclisi, Kırım Tatarların kurultayları belen kotlu hem anın eşinde unuşlar teli. Kırım Tatarları Kırım'ın tep halkı birede uz beyzes devletlerinden totkan tarihi millet.
Kırım Tatarların ana vatanı ve orada diğer de çok böyle iyi sözler var. Tatar halkının milli mecliste bu katlaulu könlerde Kırım Tatarları bilen berge buldu, bir fikirde buldu, algataba da şolay bulur. İnşallah Fevziye Bayramova Tatar halkının milli meclis reisi. Saygılı kurultay vekilleri, ben bunu sabahdan söylesem daha çok uygun olabilir ama hepsinin işte sırası gelecek. Ben hepinizin adından bu bir ay içinde milletimize çok yardım etken ve bütün milletimizin ruhunu arkadaşlar, ortadaki arkadaşlar, Gürçi rayonları, milletimizi ruhlandırgan, milletimizi birleştirmeye çok fırsatlar bergen ATR televizyon kanaldaki bütün jurnalistleri sizin adınızdan teşekkürler bildirmeye isteyeyim ve ATR'ın bütün rehberlerine. Endi söyleyeceğim, devam edeceğim bundan bağlı ki bizleri ayak üstünden yıktırmaya isteyenler elbette ne yerge birinci urmağa yaxşı bileler ve onlarını düşünürler. Bunda bir denesi söze çıktığı vakit dedi ki, neçin onlarla konuşuyorsunuz? Neçin aslı onlarla bilmeyim selamlaşıyorsunuz? Onlarla degenim işte bizge buraya Kırım'a dışarıdan gelgenlerinden ve bazılarını göstermiş idi. Ben o arkadaşımıza ve diğerlerine söylemeye isteyeyim ki bizler bütün bu görüşmelerimizde Kırım Tatar milletinin bütün olgan duygularını sizleriniz bizge buyurgan bu bütün bu çalışmalarınızı biz açıklayık ve bildiriyik. Öyle olmaz ki aslı bu meselede, bu ağırlıklarda ya da bu denişmelerde birisi senden gelip konuşmaya isteyin. Sen de ona kendi aslı fikrini bildirmeysin. Bana o günleri konuştuğumuz vakit biz açıktan dedik. Eğer bir insanımız bir ağırlık görse, biz bu ağırlıkını bütün milletke yapkan gibi göreceğiz. Çünkü bazı insanlarımız bu ağırlıklarını görmeye başladılar. Daha çok açıklayayım mı? Burada bazılarımız konuştuğumuz vakit onu yapmanız, bunu yapmanız dedikleriniz vakit biz endi bazılarını korçalamaya mecburumuz. Birinciden kimler adaletini insanlara yakınlaştıra, kimler televizyonlara yardımcı ola, kimler sokaklarda bilmeyim insanların konuşu. Arkadaşlar bu çok mühim şeyler de onun için bu ATR'nin bağladığı vakit bunu çok göz önüne alayık da yarın bir gün bizim ağızlarımızı kapatmasın dediklerimiz vakit hepimize böyle toplanmaya gelip ve korçalamaya gerek olabilir deyip onu da söylemeye isteyeyim. Bundan haber olunuz. Sağ olunuz. Şimdi daha bir mevzu. Bu çok ben tribunaya çıkayım da 5 dakikada olsa bağışlayınız bugün öyle sınırsız konuştuğum. Ama zaman da öyle geldi. Bir mevzu etrafında konuşacağım ve son müzakere yapmanızı isteyeceğim. Ona göre karar alacak.